Взаимно, спасибо. Спасибо огромное, Татьяна Валерьяновна, за всегда такое теплое начало нашей работы. Действительно, возникает ощущение, что мы пришли вот на какую-то такую теплую, дружескую, профессиональную беседу. И это очень такое приятное ощущение. Мне кажется, что, в принципе, когда человек достаточно комфортно, расслабленно, спокойно себя ощущает, это всегда дает возможность большей эффективности работы, чем вот ощущение какой-то строгости, скованности, условности, границы, рамок, потому что, в принципе, наше с вами тело, наш организм функционирует более эффективно, когда ему комфортно. Так что я очень благодарна за создание такой атмосферы нашего с вами образовательного учебного процесса. И мы начинаем с вами третий день нашей работы. Я хотела бы начать с того, что ответить на вопросы, которые вы вчера мне задали. Значит, один был вопрос про методику скорочтения, как вы написали, Шахмадуллиной. Значит, выяснилось, что это автор методики мужчина. И это, да, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс, это не 4 человека, а только 2. Это Шамиль Ахмадуллин. То есть это не женщина по фамилии Шахмадуллина, а это мужчина Шамиль Ахмадуллин. Методика скорочтения адресована детям 6-9 лет. И уже это показывает нам, что это не к нам. Методики, по которым можно работать и нужно работать с детьми глубоко школьного возраста, это не к нам. Нам это не нужно. Это общий ответ на этот вопрос. Второй момент, который мне бы хотелось здесь сегодня проговорить, мне этот вопрос кажется вообще очень хорошим, и здорово, что вы его задали, потому что, на мой взгляд, везде, где есть приставка «скоро», это все не к нам. Мы никуда не опаздываем, мы никуда не спешим, нам не нужно ни скорочтение, нам не нужна ни скоропись, нам ничего не нужно делать как можно быстрее. В дошкольном возрасте у нас задача все делать с удовольствием. И в индивидуальном, спокойном, совершенно не навязанном извне темпе. Это вот прямо такой ключ к тому, чтобы мы не создавали нервно-психические перегрузки для детей, и к тому, чтобы наши практики были экологичными по отношению к детям дошкольного возраста. Давайте зафиксируем себе еще раз. Все, что идет с приставкой «скоро», только портит историю в дошкольном возрасте. На мой субъективный взгляд, на самом деле это портит историю и дальше, и в школьном возрасте, потому что скорость должна быть естественным результатом автоматизации навыка и индивидуальным достижением человека, который формирует определенные когнитивные стили. Есть люди, которым скоро не нужно, это во-первых. Во-вторых, вопрос сама по себе, вот эта цель, делать что-то очень быстро. Под какие типы задач вообще она работает? Если мы приучаем человека читать быстро, я понимаю, что какие-то там, допустим, когда копирайтер просматривает рекламные тексты, да, их, наверное, нужно читать быстро. Но зачем быстро читать художественную литературу? А ведь в школе, например, даже программа чтения вся построена на художественной литературе. Я могу сказать совершенно это, отчетливо, что введение скорописи в школе привело к катастрофическому совершенно падению качества письма у детей,
ужасные почерки, ужасный сам процесс обучения письму. Он неинтересный, он некрасивый, он создает бесконечное количество стрессовых ситуаций. То есть и писать быстрее дети не стали. То есть идея скорописи, которая за собой повлекла, я позволяю себе чуть-чуть углубиться, потому что у нас так или иначе в конце сегодняшнего дня, если мы успеем, тоже где-то маячит разговор о письменной речи, и в том числе о письменной речи у нас существует в виде печатной продукции, но прежде всего она существует в виде рукописного творчества и в виде каллиграфии. И вот как раз... вот эта утрата красоты каллиграфического письма очень быстро привела к утрате интереса и уважения детей к самому этому процессу. И мы видим культуры других стран, где как раз напротив сохраняется именно эта традиция, каллиграфическое уважение и так далее. То есть везде, где стоит слово «скоро», это все не к нам, еще раз хочу сказать. В дошкольном возрасте все должно быть с удовольствием. Один момент. И второй момент очень важный. В дошкольном возрасте все должно быть с красотой. Я проводила занятия в той же самой дошкольной гимназии, о которой я вам вчера рассказывала. Я показывала детям цифры. Цифра 1 простая, цифра 2 сложная. Ее можно по-разному написать. И я тоже у меня не было этой идеи методической, я просто на автомате у детей решила спросить. Я говорю: дети, я могу показать вам, как рисовать цифру 2, могу показать, как просто, могу показать, как красиво. Вы как хотите? Они на меня посмотрели, как на просто умственно отсталого. И сказали: конечно, как красиво. Кому нужно это просто? Кому нужно это быстро? Куда мы опаздываем? Куда мы спешим? В дошкольном возрасте должно быть не быстро, с удовольствием и красиво. И это касается любой методики, любой области. И в очень большой степени касается чтения тоже. Даже не знаю, может быть, сейчас уже сразу, потому что неизвестно, как у нас с вами пойдет там разговор, будет ли это уместно в конце. Я скажу вам, что вообще сейчас тенденция, то, что детям нужно будет практически в жизни, если все будет двигаться так, как есть, то тексты в основном будут восприниматься со слуха. И обратите внимание, очень часто сейчас люди, какой формат книги у них востребован? Аудиокнига. Почему? Потому что это к вопросу про скоро, когда нужно побыстрее, потому что она дает возможность, аудиокнигу можно слушать в автомобиле, когда вы едете, ее можно слушать, когда вы там варите борщ и так далее. То есть она позволяет соединять занятия, не требующие высокой концентрации, механические и практические, и это восприятие. Поэтому, судя по всему, мы используем все меньше текстовых, у нас голосовые помощники, с нами разговаривает домашняя техника, пылесосы, компьютер, телефоны. То есть на самом деле тенденция общая, чисто практическая, культурная, к тому, что мы будем тексты воспринимать и обращаться с текстами гораздо больше на слух, чем в письменной форме. Это если говорить про вообще восприятие текстов и чтение как таковое. То есть чтение буквенное, похоже, что оно будет сворачиваться. То, что касается письма, абсолютно та же самая история. На сегодняшний день мы, взрослые в нашей реальной жизни, очень мало что пишем от руки. Это не значит, конечно, что детей перестанут учить писать в обозримом будущем, но этот навык перестает быть каким-то ключевым, важным. И если раньше, допустим, человек написал резюме, автобиографию на работу, то тот, кто принимает, сразу видел, какой у него почерк, возникало какое-то ощущение, впечатление, тоже какой-то образ человека, который это писал, зачастую совершенно неадекватный. То есть это имело какой-то... Сейчас мы все заполняем на компьютере.
Поэтому, по сути, дети учатся, когда они даже начинают вот рисовать буквы, и там первые слова они пытаются написать, но именно печатно, не прописью, да, то с одинаковой вероятностью, с одинаковым энтузиазмом они сейчас это делают, рисуя на бумаге и набирая на клавиатуре телефона или компьютера. Им очень это нравится, они это любят. Как только они начинают, им хочется писать смс-ки, потому что взрослые это делают. Ну, в смысле, не смс-ки обязательно, а именно сообщения текстовые, да. И, ну, как бы ближайшая перспектива, конечно, в том, что рано детей будут учить как раз вот где скорость нужна, это в печати, и будут учить быстрым там слепым десятипальцевым этим приемом печатания на клавиатуре. Хотя, опять же, сейчас голосовые редакторы, которые, скорее всего, будут переводить в печатный текст с речи. То есть, понимаете, вообще вся эта история про скоропись и скорочти, это все вот уже день, это уже вчерашний. Поэтому даже не стоит на эту тему этим увлекаться, не стоит этим очаровываться, не стоит в это погружаться. А в дошкольном возрасте вообще от слова совсем ни к чему. Теперь второй был вопрос про дипломную работу, там диагностика по развитию речи. Я могу вам сказать, я не специалист, я не фанат диагностик, не специалист вот именно в этой, то есть, ну, я как бы психологическими диагностиками, они мне ближе, понятней. Я могу вам посоветовать просто посмотреть пособие Татьяны Ивановны Гризик для вот этого возраста 5-6 и 6-8. Они под программу «Радуга». И у нее там очень подробная дана речевая диагностика. И подход сам по себе к формированию монологической речи, я тоже думаю, что вам, если вы не смотрели, не читали, то я думаю, что вам будет интересно и полезно, потому что Татьяна Ивановна защищала диссертацию под руководством Валентины Викторовны Гербовой, но сделав фактически диаметрально противоположную идеям Валентины Викторовны совершенно другую концепцию. То есть у нее свой взгляд на эти процессы. Как раз вот именно движение к монологу от диалога, понимание первичности диалога вообще в развитии речи детей, потому что, ну, в общем, да, у Валентины Викторовны классический такой был ход, именно монологи, к монологам идем, монологами как бы передвигаемся. Вот, поэтому я вам просто могу посоветовать пособие Татьяны Ивановны и посмотреть, и там посмотреть диагностику, и, ну, вообще посмотреть ее подходы, они тоже там описаны в этих книгах, вот, использовать для вашей дипломной работы. То, что касается тестов на тип интеллекта, ничего я такого... Я нашла несколько забавных, но это именно забавно, серьезного, такого, что давало бы какой-то такой результат, скорее нет. Поэтому остается ориентироваться именно на то, какие типы задач вы хорошо решаете, с удовольствием решаете. Что вам с удовольствием нравится делать. Вот вы посмотрите прочитаете эти, там, сколько их, 9 типов интеллекта, и просто соотнесите с собой, что из этого вам ближе, что вам легко удается. Вот это и будет важно. Как правило, это не один тип, это может быть 2 и 3 в разных пропорциях представлены. Вот, ну, в принципе, любая, опять же, диагностика, вопрос, ее цель, для чего вам это нужно, что вы хотите. То есть, скажем, при выборе профессии, там, профориентации, да, это понятно, что тут и есть тесты, которые позволяют какие-то определенные черты человека выявить для того, чтобы выбрать круг, сферу профессии, сферу деятельности, в которой он может быть наиболее эффективен, успешен, и которые наиболее ему подходят. То есть с большей вероятностью будут давать ему какое-то удовлетворение. Вот. Ну, так чисто самому, конечно, бывает любопытно, интересно. Если что-то осталось для вас вопросом, то спросите еще, я буду рада ответить. И, значит, мы с вами освоили 7 тем за предыдущие 2 дня. И сегодня у нас тема 8, конечно, самая, наверное, она кульминационная
важное, интересное, нужное для нас, это, собственно, какие практики, педагогические практики мы с вами можем использовать в дошкольном возрасте для того, чтобы способствовать развитию речи детей. Значит, прежде всего, мне хочется зафиксировать уровни, на которых мы с вами можем действовать, на которых мы можем работать. Первый уровень, я, главное, знаете, так вот, ну, по привычке, да, показываю курсорчиком здесь на презентации, я понимаю, что вы не видите, что я показываю. Значит, первым уровнем является уровень звука, и это тот уровень, на котором на самом деле можно взаимодействовать уже с младенцами, с детьми раннего возраста. Я не знаю, кто вы у вас, посмотрю, ага, вот, замечательно, ага, хорошо. Я не знаю, с каким возрастом вы работаете, что для вас более актуально, какие вопросы, какие менее, но так или иначе жизнь кончается не завтра, и мы встречаемся с детьми разных возрастов. Вот ранний возраст, младший возраст, на самом деле работать со звуком, оставлять какую-то часть работы со звуком. То есть смотрите, вот так же, как мы говорили про мышление, да, следующее появляется в добавлении к предыдущему, но не отменяет его. То есть наглядно-образное появляется в дополнение к наглядно-действенному, но наглядно-действенное продолжает совершенствоваться, и оно нужно в жизни. Словесно-логическое появляется в добавлении к наглядно-образному, но не отменяет его. Наглядно-образное активно, так сказать, развивается, растет, цветет, и всю жизнь оно нам абсолютно необходимо. Также и здесь. Работа со звуком нужна в любой возрастной группе. Просто с младенцами ранним возрастом мы никуда от звука уйти пока особо не можем. То есть у нас это будет занимать там 80% нашей работы. А вот у детей старшего возраста, наоборот, работа со звуком это будет 10%, но, тем не менее, она все равно важна и нужна, и дети очень любят эту работу. Сейчас давайте проговорим все уровни, и потом по каждому из них пройдемся. Следующий уровень – это работа со словом. С отдельным словом это словотворчество, словообразование, изменение слов, создание слов, придумывание слов. Вот именно слово становится предметом нашей работы. Следующий уровень – это предложение или фраза. То есть это какое-то высказывание, короткое законченное высказывание. Ну и, наконец, завершающий уровень – это уровень текста. То есть когда у нас есть сложно организованная система высказываний, у которых есть какой-то мета, то есть более высокого уровня смысл, содержание, сюжет и так далее. Соответственно, ну вот я уже сказала, что младенцы, ранний возраст – это преимущественно звук, младший возраст, средний возраст, и со словом очень любят работать также и старшие дети. Уровень предложения младший, средний, и, собственно, тексты, как тексты, появляются, и с ними мы можем активно работать. Это старшая подготовительная группа. Мы с вами говорили вчера, почему. Потому что появляется у детей способность удерживать в сознании цепочку взаимосвязанных каких-то событий, явлений. А для того, чтобы складывать и в игре, тоже появляется сюжетосложение. Именно потому, что до этого момента, до приблизительно 5 лет, ребенок существует в ситуации здесь и теперь, и он ему сложно удерживать в сознании вот именно цепочку каких-то взаимосвязанных событий одновременно. Эта способность появляется в возрасте около 5 лет, поэтому тогда появляется текст. Ну, здесь я поставила для нас с вами эту цитату Льва Семеновича Выгодского, который написал, понятно, программную свою работу, именно «Мышление и речь», в которой он обращает наше внимание на то,
каким значимым культурным объектом является слово. И что именно слово относится одновременно, мы с вами говорили, что речь и мышление – это две разные высшие психические функции. Так вот, слово относится и к речи, и к мышлению. И эта клеточка именно, собственно, вот речевого мышления. И Выготский ввел это понятие речевое мышление. Оно не тождественно понятию словесно-логическое, хочу вам сказать, потому что словесно-логическое, там больше акцент идет именно на логику, как формальную логику. То, о чем мы с вами говорили вчера, логика высказываний, логические там, слова, логические квантеры и так далее. А речевое мышление – это, собственно, вот способ понимания, структурирования представления об окружающем мире, который вытекает из речи, которой мы пользуемся. Я одну здесь себе позволю ремарку, мы тоже вчера вскользь это сказали. Очень интересно, конечно, для психологов всегда то, что называется кросс-культурное исследование. Мы вчера с вами разбирали, что у детей, живущих в селах Дагестана, способность цветоразвлечения значительно выше, чем у их сверстников московских. А у детей, живущих на крайнем севере, в другой области возможности цветоразвлечения значительно выше. То есть вот именно эта история, когда речь, которой мы пользуемся, определяет то, как мы воспринимаем мир. А когда мы изучаем иностранный язык, или, например, мы, особенно какой-то сильно отличающийся от нашего языка, мы не можем его понять, мы начинаем воспринимать ту картину мира, которая в этом языке зафиксирована. Даже, например, вот отношения очень интересно, когда ты с этим сталкиваешься. Например, род имен существительных. Например, мне очень нравится греческий язык. И для меня, например, удивительно, что в греческом языке море женского рода. И таласа – это она. И поэтому про море, для нас море – это скорее мужской персонаж, хотя это среднего рода существительное, но явно море – это не девушка. Вот для греков, и поэтому все, что эпитеты, прилагательные, которые в языке прикладываются к существительному море, они тоже как бы такого женского характера. Они говорят, она волнуется, она там тиха, она разгневана, она еще... Это очень поэтическая получается история. Интересно, что в английском языке, например, слово «корабль» тоже женского рода, это тоже она, причем это исключение. Все неодушевленные, ну, как бы там нет рода вообще у существительных, все неодушевленное, оно обозначается словом «это», «it». Но про корабль – это исключение. И когда говорят про корабль, то говорят «щи», «она». То есть там какой-то корвет смелый, она бороздит там воды какого-то океана. То есть вот это речевое мышление мы впитываем с определенную картину мира, отношения к миру, мы впитываем через язык, который мы усваиваем. И для нас важно, почему, например, я очень за то, чтобы детям старшей подготовительной группы вводить, много рассказывать о культурах других стран. У нас есть отдельное в комплекте по программе «Радуга», у нас есть отдельное пособие воспитания, уважения, интереса к культурам разных стран. Мы написали его с Лилией Викторовной Редько. Это замечательный педагог, старший воспитатель одной из крупнейших московских гимназий. Мы с ней очень много лет. Я работала в этой гимназии. Сколько? 17 лет. На самом деле, от момента ее создания, причем было очень смешно, потому что когда директор эту гимназию создавала, мы с ней работали до этого в частном закрытом пансионе,
когда она меня пригласила, я сказала, что хорошо, я приду, это государственное учреждение, это гимназия, я приду к вам, но при условии, что я не буду иметь никакого отношения к дошкольникам. Я буду замдиректора по инновационным программам по школе. Все, я больше не могу про дошкольников. И действительно, я работала именно замдиректора по инновационным программам школьным. То есть я занималась разработкой школьных программ. Дошкольное отделение появилось практически сразу. Спустя 3 года уже нашей работы ко мне вот пришла как раз Лилия Викторовна и аккуратно сказала: Елена Викторовна, дело в том, что мы для дошкольного отделения выбрали для себя, я выбрала программу «Радуга». Мы по ней уже 2 года работаем. Я вот знаю, что вы один из ее авторов. Может быть, вы все-таки что-нибудь нам как-то поучите нас, расскажете по этой программе. Ну и вот с тех пор мы с ней очень тесно, замечательно. Ну, то есть дошкольное образование, оно меня поймало все-таки. И там тоже. И вот очень важно, я буду еще потом к этому вернусь, к этой теме, она важная тема. Знакомство с культурами других стран. Потому что есть какие-то системы образов, система отношений, которая сложилась в нашей культуре, она, ну, она, как сказать, имеет историческую природу, не всегда она на сегодняшний день, ну, то есть неплохо, по крайней мере, понимать, что это не абсолютная истина, а это вот специфика нашей культуры. Я проводила вебинар, который называется «Образ животных в культурах разных стран». Его можно найти на сайте издательства «Просвещение», не на сайте, на YouTube-канале. Там огромное количество вообще разных хороших вебинаров. И в конце сегодняшней презентации я тоже даю вам ссылки. Ну, на те вебинары я их нашла, и я вам даю их в готовом виде, чтобы вы там не искали. Но вы, если зайдете посмотреть, то вы обнаружите, что там еще есть много всего интересного. Эти вебинары бесплатно, они доступны, свободны для просмотра. До последнего времени мы по 2 часа проводили вебинары. Ну, то есть там, в общем, такого много интересного, всякого хорошего материала. Вот как раз у нас был большой вебинар «Образ животных в культурах разных стран». И, ну, вот я приведу пример, да, мы там, например, сравнение. Отношение к разным животным, оно очень-очень разное. Если ты жабой родишься в Китае, никто тебя мерзкой не обругает. В России сравнят с тобой всякую гадость. В Китае же ждут от тебя только радость. Образ, если в нашей культуре образ слона или образ коровы, это такое, ну, да, достаточно грубое сравнение неуклюжего совершенно человека, который вот именно неуклюже двигается, все портит, все ломает. Это вот сказать, как слон в посудной лавке. Вообще идешь как слон, топаешь как слон. Это прям вот, ну, достаточно такое грубое сравнение. В Индии походка слонихи – это самое прекрасное, что можно сказать, самый лучший комплимент, который можно сказать девушке. Походка слонихи, танцоры учатся воспроизводить походку слонихи. Действительно, на самом деле, в реальности, если присмотреться, слоны удивительно грациозны, они очень мягко ходят, у них очень мягкие движения для огромного объема, для огромного веса, они очень пластичны. То есть в другой культуре воспринимается совершенно по-другому. Если у нас тебе скажут, что ты как корова, да, но мы понимаем, что это совершенно не милое сравнение. Наилучшая похвала и наилучший комплимент девушке в Индии сказать, что у нее глаза как у коровы. То есть это вот такие действительно большие, выразительные, красивые глаза. Я это все говорю к тому, что нам очень важно с вами понимать, что вот усваивая эту систему слов, речи, языка, ребенок усваивает определенное мировоззрение. Это то, собственно, о чем вот что Выгодский для нас здесь тоже фиксировал. Что слово это не только оно обозначает, но и само в себе несет вот этот вот акт мышления.
Ну и, соответственно, одновременно, конечно, средства общения. Вот, ну, так мы подробно, но это важный момент, на котором мы с вами остановились. Итак, значит, давайте, какие же практики, да, вот у нас есть с вами эти 4 уровня: звук, слово, предложение, текст. Какие практики мы можем использовать для того, чтобы развивать речь ребенка? Первый уровень – звук. Это звукоподражание, это общение звуками. Вот с младенцами как раз лепет, гуление. Младенцы обожают, когда вы повторяете их звуки. Они начинают смеяться, им это очень нравится. Они чувствуют... Смотрите, какая интересная штука. Вот к вопросу про инициативу. Почему так важно, чтобы у детей была возможность инициативы в общении? Дети очень живо откликаются на то, когда вы следуете за ними. Он издает какой-то звук, и вы делаете похожий. Со своей стороны, конечно, младенцы подражают взрослым. Они смотрят внимательно на наши губы и стараются воспроизвести эту артикуляцию. Вообще обучение в мире высших животных, оно идет на основе подражания. Об этом прекрасно знают вальдорфские педагоги. У них во всех книжках написано первое: ребенок учится через подражание. И тем самым сразу, вот опять же, вся педагогика становится легкой, прозрачной и понятной. Делай то, что ты хочешь увидеть в итоге от детей. Вот, понимаете, все в одном предложении. Хочешь, чтобы дети говорили, говори с ними. Хочешь, чтобы дети рисовали, рисуй с ними. Нет необходимости ничего дальше усложнять. Все, что вы хотите увидеть от детей, нужно, чтобы вы это создавали в их пространстве, и они будут вам подражать. Естественно, надо понимать, что они подражают не только тому, что для нас педагогически ценно, не только тому, что мы считаем хорошим. Они подражают абсолютно всему. И у нас был случай, когда мы приехали, смотрели какое-то занятие, там, ну, творческое, музыкальное, садится группа детей, и дружно все там 25 человек запевают «Ва, без березки, на дорожку пык». 25 человек. Мы потом аккуратно так, значит, причем, ну, там занятие вела воспитатель, мы говорим: а почему так прям стройно у детей вот эта вот особенность речи? Оказалось, что это особенность речи их музыкального руководителя, которого дети очень любят. И они совершенно с полным, вот со всей силой своей детской любви и привязанности, им хочется делать все, как делает она, им совершенно же все равно, это правильно, неправильно, красиво, некрасиво, с их точки зрения все варианты равнозначны. Это мы считаем, что что-то должно быть так или иначе, у нас есть норма. Для них нет, для них это мило, им приятно, и они ей подражают, в том числе включая вот все особенности дикции. Поэтому мы с вами говорили про артикуляционную гимнастику для педагогов, про хорошую работу речевого аппарата. Вот это целая очень большая тема. Опять же, ей можно просто отдельный большой тренинг еще на 16 часов посвящать. Но это очень увлекательно, хочу вам сказать. И на самом деле, вот обычно, когда люди это слушают, то это все как-то вот не мотивирует. Когда ты начинаешь это делать, причем если вы захотите это делать, то, пожалуйста, используйте не вот педагогические, дидактические или логопедические техники, практики и материалы. Обратитесь, пожалуйста, к материалам для актеров. Актерская техника речи, и там есть и техники для голоса, и всякие вот эти артикуляционные вещи. Вам сразу будет значительно интереснее, веселее, увлекательнее, потому что... Почему? Потому что вы, ну, как сказать, вы нормальные взрослые люди, да? Вам нужны техники, методики взрослые, раз, и некоррекционные, два. Вот тема, мы разговаривали с Татьяной Валерьяновной о том, что тема как бы пересечения истории коррекционной и базовой, ну, как бы нормативной, мы обязательно тоже о ней сегодня с вами поговорим. Она интересная, у меня интересный опыт есть на эту тему, я с вами с удовольствием этим поделюсь. Так вот,
Значит, все идет на основе подражания. Поэтому дети, естественно, они на 100% подражают вам. Но они в восторге, когда временами вы подражаете им. Потому что они чувствуют себя равноправным участником этого общения. Они чувствуют, что они интересны, что они важны, что вот он что-то придумал, а вы это подхватили. У них это вызывает абсолютный восторг. Возникает звуковая игра. Звуковое общение, вот на самом деле вот эта граница между, ну как бы просто общение с игровым, ну таким психологическим, что ли, подтекстом, она очень тонкая. Но вот эта игручесть, игривость педагога, способность включаться в какие-то вот такие именно игровые форматы, она очень тоже важна. И она развивается, но для этого, опять же, нужны тренинги, практики немножко другого типа, чем, понимаете, написание конспектов и там, чтение конспектов, выделение целей, задач, материалы там, и так далее. Это другого совершенно типа практика, это именно практика. Звуковое, значит, вот звуковое творчество, звуковая импровизация. И здесь очень прямо тесно, вплотную к нам подходит вот к этим вокализациям, то есть здесь речь идет про вокализации. Ну, самое примитивное, что здесь может быть, это звукоподражание голоса животных, голоса птиц. Но только не сводите, пожалуйста, всю эту историю к этому, потому что это очень маленькая часть. Но это тоже неплохо, это тоже может быть, конечно. Здесь очень близко подходит пение. Маленькие дети очень любят петь, и мы с вами говорили, что и очень любят слушать ритмически организованные стихи и песни. И мы с вами говорили уже вчера, что для младенцев вообще материал, который им адресован, фольклор пестовый, потешный, он весь организован ритмически, организован речь там музыкальная, много повторов и так далее. И важно использовать эти игры, использовать этот материал. А пение у дошкольников, речь не идет про то, чтобы учить с ними песенки. Речь идет про то, чтобы, используя различные звукосочетания, петь вокализы, петь вокализации. А импровизационное пение дошкольников – это, вот, знаете, из серии «Акын», что вижу, то пою. И когда у дошкольника хорошее настроение, он идет из детского сада, это может выглядеть, ну, приблизительно так. Вот иду я с мамой я иду домой. Домой идем мы, мимо помойки. Там ворона что-то ест, ворона что-то нашла. Мы идем домой, а скоро будет до... и так далее. А вот на самом деле глубокое уважение, честь и хвала тем музыкальным руководителям, кто временами, редко, откликается на идеи вообще какого-то кардинального пересмотра содержания, форм взаимодействия с маленькими детьми в направлении вот таких вот импровизационных вокализаций, импровизационного вокального музицирования, я бы так сказала, потому что вот это импровизационное пение – это форма музицирования, но она не требует никаких музыкальных инструментов, не требует никаких навыков, она доступна всем детям, и при создании небольшого количества условий я видела, у нас как бы были эти результаты группы поющих детей. Более того, когда мы писали «Радугу», у нас замечательная была молодая специалист по музыкальному развитию Елена Александровна Горюнова, она Царькова, а дочка Людмила Васильевна Горюнова. Это вообще известный такой методист, которая работала с программой Кабалевского, методист по школе, в общем, замечательный. И мы тогда ставили такую амбициозную задачу в программе воспитания, естественно, поющего человека. Нам не удалось ее решить, потому что мы уперлись в специфику подготовки музыкальных руководителей и в их нежелание
совершенно куда-то сдвигаться с привычных нотных сборников, конспектов и традиций проведения праздников, готовых сценариев. Я сейчас все вот по-прежнему продолжаю видеть там какие-то... Это удивительно, вы знаете, вот я просто работаю еще ну, временами, скажем так, в журнале и читаю статьи, которые что-то редактирую, которые приходят. Я вот с изумлением вижу там сценарии вообще какие-то. То есть я помню, что это все было, когда я начинала работать в детском саду. А вообще я в редакции журнала «Дошкольное воспитание» работала какое-то немыслимое количество лет, то есть с 89-го года до тех пор, пока вообще эта редакция существовала именно как собрание экспертов, достаточно такое объемное. То есть где-то это, ну, до середины там первого десятилетия 2000 года. Я работала в редакции «Дошкольного воспитания». И 1,5 года я работала как главный редактор этого журнала. Поэтому я как бы очень много всего там читала, и меня всегда вот изумляет, что сейчас можно увидеть ровно то же самое, что публиковалось вот 89-90-е годы, где-то вот тут приблизительно там. Ну и также, соответственно, работала я в Федеральном экспертном совете примерно с того же времени, с 85-6 года, до тех пор, пока этот экспертный совет состоял. Поэтому был вообще, существовал. Вот, поэтому просто очень много видела разнообразной всякой практики. Почему я говорю здесь про музыку? Я сознательно, вот это не потому, что меня, так сказать, я этим увлеклась, мысль ушла. Я хочу вам подчеркнуть, что серьезно, если говорить а это серьезная проблема на самом деле, формирование звукопроизношения, развитие артикуляции детей, то именно пение, протягивание, пропевание является идеальной формой для развития артикуляционного аппарата, дыхательной системы, системы дыхания во время речи, то есть всей вот этой технической стороны речи. Поэтому, строго говоря, на самом деле-то нужно было бы просто вменять в обязанность именно такой способ музыкальных занятий с маленькими детьми. И у нас бы тогда на следующем уровне было бы в разы меньше проблем чисто логопедических со звукопроизношением. Мы можем, я в свое время очень активно за это агитировала, так как результат очень низкий КПД. Я перестала, потому что, чего говорить, если люди не делают этого все равно. Вам рассказываю, будете ли вы как-то в эту сторону двигаться, вы решите. Возможно, у вас музыкальные руководители другие. Маленьким детям вообще нужно, им не нужно вот эти занятия там по 20 минут 2 раза в неделю, они бессмысленные. Им нужно, чтобы музыкант приходил в группу на минут 10-15 и что-то делал каждый день, да. И опять же сместил свои там, нужно поменять задачи. Спасибо огромное, Татьяна Валерьяновна. Я очень благодарна вам за поддержку, потому что вот на самом деле это такая тема. Поэтому вот работа на уровне звука очень важна. Для более старших детей я уже сказала, что объем несколько снижается, именно творческой работы со звуком. Но есть еще другая техническая работа со звуком. Это классика нашего жанра, артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика. Везде, где я работала как методист, артикуляционная пальчиковая гимнастика у меня стояла как ежедневный обязательный ритуал. Это примерно как чистить зубы. Вот нашли время в режиме дня более-менее удобное. Почему я стараюсь для таких вещей найти одно и то же время? Потому что воспитатель, у него очень много всего происходит, и он просто, если это не для этого фиксированного времени, то в 4 случаях из 5 он забудет об этом. А вот так, если он точно знает, что перед вторым завтраком, перед фруктами, перед ланчем идет артикуляционная гимнастика или после нее, или перед обедом, то он это точно сделает.
Даже 5 минут имеют значение. Вот от 5 до 15 минут. Их можно варьировать, их можно повторять, делать одни и те же. Их можно выбирать для себя. Это уже зависит от вас. Главное, что их надо делать. И тогда у вас, опять же, проблем логопедических со звукопроизношением будет в разы меньше. Значит, нужно своя артикуляция и своя речь, заняться ею, следить за ней. Нужно вокальное импровизирование, вокальное музицирование, много пения, петь с детьми. У нас в программе мы просили, чтобы с детьми много пели воспитатели. Для детей и вместе с детьми, потому что недостаточно этих занятий. Петь надо много. Дети любят петь. И вот я вам говорила, несколько у меня было примеров, когда воспитатели брали эту практику, вот эта традиция естественного пения с детьми. Но это вообще, вы знаете, это божественная была совершенно история. Просто вот ты как в рай попадал в эту группу. Дети играют, и они что-то напевают. Они рисуют, они что-то мурлычат. Насколько это умилительно, это вот, ну, не передать, понимаете? Вообще, вот гармоничные, приятные звуки, которые издает психологически комфортное существо, мы же обожаем, как кошки мурлычат. Для нас же это прям вот терапия настоящая. Это действительно терапия, это действительно здоровье, это действительно очень важно. Кстати, вот интересно, как звук отозвался сегодня, прям ярко эта тема отозвалась. Нам с вами важно понимать, что в принципе звук – это очень мощная сила. Звук – это волна, это колебание воздуха, и которая напрямую воздействует физически воздействует на наше тело и наш организм. Звуки различных музыкальных инструментов воздействуют по частоте на разные наши органы. Известно, что там у музыкантов, которые на разных играют инструментах, у их детей есть там рождающихся определенные тоже какие-то особенности. Ну, опять же, вы наверняка там читали про то, что прописывают Моцарта в аптеках для восстановления здоровья и состояния. Пение использовалось в различных практиках, там мантра у индусов, у тибетцев, да, опять же, для поддержания здоровья, создания определенного состояния и психики, и физики, физиологии человека. То есть звук – это очень мощная, очень серьезная история. Слово, так как является синтезом звука и смысла, это еще более мощная история. Ну и здесь уже, конечно, уместно вспомнить, да, первое, с чего начинается, вначале было слово. Здесь можно замереть, потому что понять, что это означает нам, нашему рациональному мозгу, очень сложно, если не сказать невозможно. Но мы с вами знаем, что слово лечит, слово ранит. Как корабль вы назовете, как вы лодку назовете, так она и поплывет. То есть у слов есть совершенно они, вот когда слово мы что-то называем, у нас есть большой шанс, что мы получим то, что мы сказали. Да, если поросенком вслух с пеленок называют, я очень рада, Эльвира. Прекрасно, прекрасно, я очень рада. Можем потом по завершении курса, можем с вами общаться, обмениваться какими-то идеями, это будет здорово. Если поросенком вслух с пеленок называют баюшки-баю, даже самый славненький ребенок превратится в будущем в свинью. Это то, что знают прекрасно вот эту магию, обычную, так сказать, силу этого слова внушения, прекрасно знают, конечно, психологи, психотерапевты. Поэтому очень важно, какими мы пользуемся словами, как мы их произносим, с какой интонацией. Все это очень серьезные на самом деле вещи. И опять же, поэтому в фольклоре очень тщательно отбирались и слова, и образы, которыми этот фольклор наполнен. Там, например, образ котика, да, в колыбельных такой как раз тоже слово, причем с оборотами котя, котенька, коток, котя, серенький хвосток. То есть тоже такое существо, которое обеспечивает гармонию, покой, защиту, в данном случае младенца.
Поэтому вот эта звуковая история, она очень важная, очень серьезная, очень нужная. Плавно через котеньку мы переходим с вами на второй уровень, когда мы начинаем работать со словом. Это слово «творчество». И вот это слово «творчество», его можно разделить на две большие ветки. Одна ветка – это, собственно, реальное изменение слова, естественное для языка. И вторая ветка – это креативное изменение слова, создание новых слов, своих слов и так далее. А русский язык характерен обилием. У нас есть и приставки, и суффиксы. И мы имеем возможность образовывать огромное количество различных форм слова, изменяя вот эти вот две части слова. И этим русский язык кардинально отличается от романо-германских языков, например, от того же самого английского языка, немецкого или французского. В английском языке есть только одно слово «кошка» – a cat. Мы можем сказать маленькая кошка, большая кошка, серая, глупая, но это будет добавление прилагательного к тому же самому слову cat. В русском языке мы можем сказать кошка, кот, котик, котенька, каток, котища, котяра, котофей, да? Кошка, кошечка, кисонька, кисуля, кисуня, киса. То есть одно и то же животное можно назвать очень большим количеством очень разных по эмоциональному смысловому оттенку слов. И вот когда мы говорим, например, о развитии того же самого эмоционального интеллекта, вот здесь эта точка чувствительности к оттенку характера, к оттенку, к эмоциональной окраске, которую задает. Вот чем отличается котище и котяра. Да? Очень вот эти тонкие нюансы. Это отличная тема для разговора с детьми старшего возраста. И вот именно это имеет прямое отношение к развитию эмоционального интеллекта детей, в том числе и к чувствительности, умение считывать и понимать стиль речи человека, лексические формы, которые он употребляет. Ну, дальше все невербальные компоненты, понятны, интонационные там и так далее. Мимика, жесты, поза, которая сопровождает все это. Значит, вот это слово «творчество», здесь такая штука. Вот в фольклоре слова «творчество» очень много. Там очень много таких разнообразных вот этих вот форм слов. И почему фольклор важен для маленьких детей? Потому что это питательная среда, вот это вот лингвистическая. Язык очень там вкусный, очень красивый. И поэтому этого нужно дать много, чтобы у детей это было в опыте. Но это нужно дать вовремя. Не нужно давать потешки-прибаутки 5-6-летним детям, когда мы говорим про галактики и космос, понимаете? Уже вот как бы всему должно быть свое время. У нас получается, что с маленькими этого мало, потом мы, значит, спохватились, у нас там корни, народная культура, патриотическое воспитание, и мы это все бабахнули в старшую подготовительную группу. Ни с того ни с сего пошли в избы, чумы, там какие-то деревни. Опять же, в то время, когда в норме современный ребенок 5, 6, 7 лет, он уже должен жить в пространстве глобуса. Он уже должен путешествовать в разные, опять-таки, страны, уже должен отправиться в Индию, в Древнюю Грецию, в Италию, в Англию, во Францию, а не сидеть только вот сейчас, вдруг оказаться в русской избе у люльки или там в юрте или где-то еще. Понимаете? То есть все это очень нужно, все, что касается фольклора, пласта народной культуры, это действительно корни, это действительно база, именно прежде всего в речи, в языке. Ну и в эстетике тоже, там это тоже важный момент. Но это все нужно делать с младенцем, ранний возраст, младший возраст. И дальше этого должно быть 10%, не больше. Понимаете? Вот это временное понимание, оно очень важно. Оно делает вашу работу по-настоящему профессионально тонкой, грамотной, и эффективной и экологичной.
Вот у нас не очень, к сожалению, я говорю, что я вижу все время, что есть сбивка этих временных ориентиров. Есть мальчик, который заикается, ему трудно рассказать стих. Но мама очень хотела, чтобы он на утреннике ее поздравил. Как быть? Вообще великолепная совершенно, Нина Георгиевна, прям вот великолепная история. Фу. С какого конца начать? Ну, вообще, конечно, я думаю, что здесь так или иначе, конечно, ну, вот просто хочется как-то психолога представить к маме. Потому что если она будет дальше, вот у нее будет такая стратегия вообще отношения к ребенку, тут дело не заикается, не заикается. В принципе, такой подход к ребенку, такая стратегия. Даже если бы он не заикался, идея, что я хочу, чтобы он поздравил меня на утреннике, она настолько странная сама по себе. Зачем вы этого хотите? В чем смысл, да? То есть здесь к маме прямо очень просится психолог. Да, с ними, если это так, то нужно находить хорошего психолога, который вам нравится, и начинать сначала лектории, беседы. Это простая форма, когда там каждый может не услышать, чего он хочет, но что-то все-таки услышит. Лектории, беседы мы сейчас немножко, ну ладно, ничего страшного. Скажем, у нас, вот в моей практике, мы всегда с родителями, у нас было несколько форм работы, и практически каждый месяц у нас обязательно была какая-то лекция, именно психологическая, возрастные особенности, мы всегда рассказывали, возрастные особенности детей, то есть лектории. И дальше были какие-то, мы для них проводили мастер-классы, практикумы интересные для них, и были тренинги. Ну, то есть здесь нужна, с одной стороны, вот я говорю, что просто рассказать, с другой стороны, индивидуальная беседа, индивидуальная работа нужна, и с третьей стороны, какие-то групповые тренинги, которые бы давали возможность прорабатывать вот эти основные там какие-то акцентуации, которые у них есть. Ну, например, прям можно устроить игровой тренинг на тему «Наши дети выступают», да, хотим ли мы, или там успехи наших детей, что-то в этом духе. Потому что это прям такая огромная большая тема. Теперь то, что касается... Я могу вам сказать, что я, честно, вообще совершенно глубоко не фанат заучивания стихов в дошкольном возрасте. Я не сильно понимаю, зачем это надо. Хотя мы, вот понимаете, когда, допустим, преподаватель театрального мастерства с детьми это делает, то есть она сама, дети не учат стихи дома, они заучивают, они запоминают стихи в процессе репетиции с ней, и потом это используют. Окей. На мой взгляд, это, ну, как бы, есть дети, которые запоминают легко, их немного. Для остальных вот это все это мытарство, я не понимаю, зачем оно нужно, честное слово, правда. Мне кажется, ничего, кроме ненависти к поэзии на всю оставшуюся жизнь, такой глубокой, как бы, вот, оно не создает. Я не считаю, что это важно. Я считаю, что, скажем, даже когда вот мы играем с детьми, ставим спектакли, у детей всегда есть возможность немножко менять текст, немножко импровизировать. То есть важно, чтобы ребенок понимал, что там происходит, понимал действия, но не заучивал обязательно это как заучивание. Поэтому пункт номер 2, я в принципе бы сказала, что я не вижу, зачем вообще нужны стихи. То есть у меня в сценариях нет нигде стихов. В сценариях каких-то там праздников нет стихов. И сценарии, которые вот я отбирала всегда, мы ставили с детьми, я всегда убирала все эти стихотворные истории. И продолжаю это. То есть я не вижу, зачем это нужно. Поэтому пункт номер 3. Я бы подумала, нужны ли вообще вам эти все сценарии со стихами? Зачем? Да? Значит, первое – это с мамой, ее система вообще ценностей и образ. Второе – это сами по себе сценарии, зачем вообще нужны стихи. Ну и, наконец, третье конкретное. Понятно, что сценарий уже есть, мальчик есть, и мама тоже есть. Я бы подумала, как можно сделать так, чтобы в этом сценарии
это стихотворение вместе с ним прочитал кто-то из взрослых. То есть, чтобы он это делал как бы в диалоге. Я не знаю, какое стихотворение. Может быть, его можно разложить на диалог. Ну, напишите, если напишите, какое стихотворение, я подумаю, что с ним можно сделать. С каким-то персонажем, у вас же это утренник, праздник, там кто-то будет еще, да? Разложить на диалог с каким-то персонажем. Либо, опять же, как это можно аранжировать, чтобы он это делал не один. Вот примерно так. То есть здесь я бы искала такой вариант, такой истории. К вопросу про то, что родителям хочется видеть своих детей, это не в тему, но просто это яркая у меня сейчас картина. Сейчас просто этот парень, великолепный такой 20-летний красавец. У нас был мальчик очень талантливый, у него папа итальянец, мама русская, который великолепно все делал, он прекрасно пел, играл в спектаклях, но когда появлялась мама, это становилось совершенно неуправляемое создание, и он отказывался делать что бы то ни было. А ей очень хотелось на него посмотреть. То есть видео, это понятно, что мы его всегда снимаем, но ей хотелось. И в итоге эта мама приходила на спектакли у нас в полном гриме мужчины. У нее был парик, у нее были наклеены усы, у нее был мужской костюм. То есть она реально была неузнаваема. Для того, чтобы посмотреть на своего сына, как он играет в спектакле, когда ее нет, она гримировалась вот на 100%. Вот это, понимаете, такая, да, вот история. Так, хорошо. Значит, ну напишите, насколько я здесь вам... Ничего особенного, простой стих поздравления. Ну, поздравление, это у кого? Мама, это праздник мам, что ли? Ну, я просто... понятно. А вы еще и праздник мам сейчас проводите. Бог мой. Вы просто героические люди. Ну, куда у нас уже есть 8 марта? Куда нам еще один праздник мам? Вот откуда он взялся на нашу голову? Я не знаю, честно, правда. Сейчас Новый год впереди. Там еще, прости господи, 3 ведра стихов принесут, скорее всего. Зачем? Почему нельзя, он не может сказать это своими словами? Почему нельзя это сделать как-то по-другому? И вообще, зачем это сейчас? Этот праздник, он вообще никак не укоренен в нашей культуре. Его не было, он не является нашей традицией. Зачем он нам сейчас? С какого вообще, откуда он падает? Не понимаю. Точно. Спасибо, Эльвира. Реально, вот, ну, кто придумал? Зачем вы его взяли в свой план? Вообще он сейчас, ну никак, никуда, ни разу. Есть традиция, как бы там уж столетняя почти, да без почти, уж столетняя традиция, так или иначе 8 марта. Весенний праздник, там никуда не денешься, но все идут, женщинам цветы дарят, то есть здесь и мама, и женщины, и вообще все гармонично. Зачем он еще один? Совершенно. Слава богу, перестали хотя бы с этими днями пожилых людей, потому что там куча людей вообще... понаобижались, и непонятно, к чему это. Так, возвращаемся. Слово творчество. Значит, мы про котеньку поговорили, про то, что нам важно показывать детям. У маленьких детей это не рефлексивно, не осознаваемо на уровне богатства материала фольклорного, который мы даем. А у старших подготовительных детей это уже осознаваемо, когда кто больше придумает слов разных вот от этого слова. Кстати, вполне можно дать детям понять идею, что такое корень слова на примере существительных. И показать, да, вот как можно образовывать эти разные... Многим детям это интересно, не всем, опять-таки, не надо, чтобы было всем. Кто-то у нас не лингвист, кто-то у нас пан-спортсмен. Он прекрасно танцует, рисует и поет. Ему не интересно про слова, не интересно про речь. Это абсолютно нормально. Я надеюсь, я вам вчера вот говорила про эти 9 типов интеллекта и типов одаренности, для того, чтобы мы перестали считать, что всем должно быть одинаково интересно и нужно все, что мы даем. Понимаете? Нет, нам разное, важно, интересно и нужно. И это абсолютно нормально. Есть дети, которым никак это их не впечатляет.
опять же, я потом могу не вспомнить, расскажу вам сейчас к вопросу про индивидуальность. И то, что ребенка не интересует, там, допустим, вот эта речевая история формирования слов, не говорит, что он плохой. И вот эти способности, они действительно очень такие специфичные. У нас была девочка как раз в пансионе, которую мы всем миром 3 года почти безуспешно учили читать. Не, ну то есть, конечно, да, но это просто был какой-то адский ад, потому что чего мы только не перепробовали. Она не запоминала буквы, у нее не складывалось это ни в какие там слова, и вообще вот просто оно, не шла эта реальность. Одновременно с этим эта девочка божественно совершенно танцевала и пела. То есть у нее прекрасный вот этот телесно-кинестетический интеллект. Она писаная красотка-блондинка. То есть, как бы первая красавица у нас в нашей деревне групповой. Мальчики все от нее, соответственно, в восторге. У нее нормальная устная речь. Она не богатая, не красивая, она говорит. То есть у нее нет, это не ребенок с какими-то тяжелыми дефектами. Вообще, ребенок вообще без дефектов. Просто вот у нее как-то буквы, они в ее полушарие не заходили. Что совершенно, вот опять же, дальше понятно, если почитать истории, биографии многих известных знаменитых людей, очень у многих было, у Эйнштейна тоже там не очень, многие учились, Пушкин учился из рук вон просто еле-еле. Поэтому ничего в этом страшного нет, это совершенно не показатель того, что там дети плохие, глупые или отсталые, у них просто другие, опять же, другие формы интеллекта развиты, в другом у них одаренность, и ради бога, не нужно всех-то обязательно гнать под один и тот же какой-то стандарт, в этом нет никакой необходимости в дошкольном возрасте у нас. Значит, слово творчество. Вот те, кому интересно, да, вот разное поиграть со словом, можно дать саму по себе идею того, что есть корень, какая-то неизменяемая, это интересная часть, и вокруг него возникают разные всякие слова. Также интересно изменять слово с помощью приставок. И, скажем, я с детьми играла в простую игру, они говорят мне слова, какое-то слово, я образую от него разные формы, а потом они стали играть так же. Приставками хорошо менять формы глаголов: прилетел, улетел, залетел, долетел, вылетел, полетел и так далее. Вот примерно такая история про словотворчество. И, наконец, дети любят маленькие, ранний возраст, младший возраст, они просто придумывают звуковые комбинации, которые что-то обозначают. Они не придумывают именно слово в чистом виде, они просто придумывают другую оболочку для какого-то существующего слова. Вот эти часто это звукоподражание, какой-нибудь там тутук про поезд, ляляк про магнитофон. Вот такие вещи, да, и потом у них со временем эти слова заменяются, их забавно записывать, они милые, приятные, собственно, это такое. Это скорее речи творчества, чем, собственно, слово творчество. А вот у старших детей они уже могут сознательно придумывать слова, могут комбинировать что-то. Здесь для того, чтобы стимулировать эту историю, нужно читать им тоже такие, есть у Петрушевской, например, Людмилы Петрушевской, такой замечательный рассказ «Бутявки-козявы», и там всякие кракозябры, есть у Льюиса Кэрролла, у Бойса Бармаглоута сын, да, то есть вот такие, такой пласт литературы, который построен именно на каких-то непонятных, на создании новых, непонятных каких-то всяких слов, или там слово «плим», то есть здесь есть вот этот спектр, который литература про неизвестные новые слова, и дальше можно их придумать. Вот это уровень слова. Теперь уровень предложения или уровень фразы. Для того, чтобы в дальнейшем перейти к тексту и сюжетосложению, нужно действительно сначала освоить просто способность логически продолжать то, что сказал, например, другой ребенок. Поэтому сочинение сказок, историй удобно начинать именно с
Это я просто себе записываю, чтобы не забыть. Сочинение сказок и истории удобно начинать именно с цепного сочинения, когда ребенок что-то начинает, говорит, и дальше следующий продолжает, следующий продолжает, следующий продолжает. В итоге я бы сказала так, что это вообще примерно, знаете, как игра путаница. Когда мы пишем слово, заворачиваем бумажку, передаем, пишем следующую, или там чепуха, точнее у нее название чепуха. Вот, и в итоге получается там какая-то несусветица. Но очень забавно, это бывает весело, это бывает симпатично. А в устной речи, конечно, это, ну, как бы не так чепухово, но тем не менее, все равно конец истории может очень сильно отличаться от ее начала, вообще о чем она была. И где-то здесь дальше я дала вам ссылку. В этой презентации, дорогие коллеги, она вообще огромная. Я на самом деле еще там половину выбрасывала, потому что слишком много. В этой презентации на самом деле огромное количество ссылок для вас. И, ну, дальше ваш выбор, будете вы смотреть, не будете, что вы захотите. Презентация, как я понимаю, вы же получаете ее, да, вы ее скачиваете. И вы ее скачиваете, я ее даю в свободном формате, то есть я не делаю нередактируемый формат. Вы можете, иногда прямо в презентации работает эта активная ссылка, это активные ссылки. Вы можете ее просто скопировать и вставить в поисковик, и, соответственно, у вас это все откроется. То есть у вас здесь в этой презентации очень много различного материала, демонстрирующего, объясняющего и просто материалы для проведения занятий. Поэтому те из вас, кому захочется, кому будет интересно, вы это все посмотрите. Здесь вот где-то, сейчас я гляну, дальше есть у меня ссылка, ну ладно, потом. Есть у меня ссылка на ролик, который... Ага, спасибо. Есть ссылка на ролик, который мы делали в студии компьютерной графики и анимации. Вообще здесь есть целый ряд ссылок на работу этой студии. Я вчера вам обмолвилась, что именно вот этот эксперимент, который мы вели в ФИРО, пока совершенно поразил меня объемом речевой активности детей. И у нас две программы есть в итоге. Одна программа базовая, ну как бы элементарная компьютерная грамотность для дошкольников. И ее ввел у нас один человек. А вторая – это студия компьютерной графики и анимации, которую вел другой человек, инженер, парень молодой. И интересные штуки он придумывал, и я ему в этом помогала. То есть, по сути, это его программа, в которой я выступала его ассистентом. Его, кстати, так у нас дети, они так и называли его учитель, а ко мне, как бы, говорит, помощница учителя. Вот. И у нас было сочинение, в итоге он ее назвал «Сказка Белиберда». Вы можете посмотреть ролик, вот это именно цепное сочинение, когда мы это делали средствами компьютерной анимации. То есть дети друг за другом эту историю придумывали, потом получился вот этот общий ролик. Если кто-то из вас захочет делать у себя такую студию, опять же, вы можете мне написать, мы можем связаться с вами, можем, ну, подумать, не знаю, там, группу какую-то сделать, потому что это очень просто, но это очень, на самом деле, очень интересное занятие. Вот вы увидите, вот эта сказка Белиберда, вы увидите именно, как выглядит цепное продолжение истории, сочинение истории по фразам. Что здесь очень важно, вот ключ к успеху этого. Уберите, пожалуйста, своего критика. Все время хочется педагогам, чтобы история была гладкая, понятная, логичная, предсказуемая, какая-то, чтобы все было ясно. На самом деле дети сочиняют, это больше похоже, знаете, на такие изощренные английский юмор, когда ты вообще непонятно, что это было, о чем это и вообще где смеяться. Потому что их переходы, они ассоциативные, логики там может быть никакой особой не быть. Это так же, как детские работы, рисунки. В них есть свое ощущение гармонии, свое ощущение композиции, баланса. Художники профессиональные высоко ценят детские работы. Педагоги очень часто. Просто у нас нет квалификации, мы не видим, чем эти работы хороши. Мы не понимаем их прелести. Хотим их выровнять, причесать, пригладить. И чтобы у всех все было правильно, в итоге мы очень сильно портим детские работы.
И со сказками та же штука. Не надо их причесывать, не надо их приглаживать, не надо их приводить к какому-то стандартно понятному виду. Вот наслаждайтесь ими такие, какие они есть. Они будут очень такие непредсказуемо развивающиеся, без особого конца, без кульминации, без особого начала. И не надо вводить эти термины, не надо учить сочинять сказку по структуре, не надо сочинять сказки по схемам, всего этого делать не надо. У нас нет цели выпустить выпускников литературного института, чтобы они смогли зарабатывать себе на жизнь литературным своим, так сказать, этим ремеслом. Понимаете? У нас задача развивать воображение детей и развивать их речь. Поэтому нам важно, чтобы они просто много говорили, что хотят и как хотят. Наша задача записать. Больше от нас ничего не требуется. Вот очень важно вовремя остановиться. И очень важно ограничить свой контроль над тем, что делают дети. Самое главное, что нам-то тут, вы не представляете, как легко дышаться-то будет. И жить интересно, и дышится легко. Не нужно все контролировать, исправлять, приводить к какому-то виду, который, ну, как бы нам нравится. Они на то и дети, чтобы быть детьми и делать не так, как взрослые. И еще раз, мы никого не должны научить, вот, ну, понимаете, на уровне профессионала высокого класса. Цепное продолжение истории – это средний возраст. Они хорошо это делают, у них получается. И это отличная практика. Это практика. Теперь смотрите, это вы же понимаете, что это ни разу не занятие. Это сели все на ковре и посочиняли минут 5, 7, 10. Сколько захотелось. Все, разошлись. То есть это другая совершенно форма жизнедеятельности. А старший возраст, старший подготовительный. Переходим, вот как раз у нас все, да, мышление дозрело. Мы можем удерживать в сознании цепочку взаимосвязанных событий и, собственно, сочинение сказок историй. Можно немножко как бы детям давать какую-то такую затравочку, можно предложить придумывать про каких-то конкретных героев, можно не делать этого, но в принципе можно предлагать придумать историю про какое-то конкретное событие. Ну и дальше есть дети, которым нравится самостоятельно сочинять, они придумывают, и кто-то любит рисовать иллюстрации, и завершается это созданием собственных книг. Вот, собственно говоря, то есть мы здесь вот с вами сочинение сказок истории перешли на уровень текста. Вы видите. Ладно, значит, это будет дальше. Хорошо. Будут примеры просто, видимо, потому что я сейчас их не буду листать, искать. Значит, вот смотрите. С уровнями мы разобрались. Теперь у нас с вами есть диалогическая, монологическая речь. В каких ситуациях активизируется и развивается, собственно, та диалогическая речь, которая является основной формой речи дошкольников. Это ситуативное, внеситуативное, индивидуальное, личностное общение ваше с детьми. И у вас на это должно быть время, силы, желание и интерес. Это очень важно. Когда вы просто с детьми разговариваете о чем угодно, о жизни, о погоде, о хомяках, о самых разных моментах. Но это именно общение. Никакое занятие не может заменять общение. Вот именно в общении дети говорят. А второе, где это ситуация вы, педагог и дети. Ситуация дети между собой, сверстники между собой, это история, конечно же, прежде всего в различных видах игр. Сюжетно-ролевая игра, ну, также настольно-печатные игры, дети разговаривают, игры с правилами. Ситуация, когда активизируется, развивается диалогическая речь, развивается коммуникация, дети учатся договариваться, но это все вы прекрасно понимаете. И что мне хочется здесь сказать, что очень важно, я, кстати, именно вот в рамках этого курса это сформулировала уже теперь, то, что выделила красным.
свободный речевой режим в группе. У нас в программе «Радуга» изначально, с самого начала, мы вводили понятие «свободный двигательный режим». И говорили о том, что для того, чтобы ребенок нормально физически развивался, двигательно развивался, необходимо, чтобы в группе существовал запрет для взрослых на «сядем на стульчики», еще раз сядем на стульчики, а теперь посидим на стульчиках. То есть все варианты обездвиживания детей в режиме дня, за исключением занятий по математике, подготовке к грамоте в подготовительной группе в возрасте 6 лет, одно занятие в неделю, которое строится у нас на 25 минут, которое строится по правилам проведения уроков в школе для адаптации, для подготовки к школе. Кроме вот этой истории, чисто подготовительной группы на 20 минут в день, во всех остальных случаях требование наше программное – это свободная возможность для каждого ребенка всегда свободного движения. Свободный двигательный режим. Вот сейчас в рамках этого курса я дошла до понимания формулировки аналогичного понятия применительно к речи. Свободный речевой режим. Почему? Потому что на самом деле часто это можно видеть. Закрой рот, помолчи, говорите тише, не разговаривайте на занятии. Да? Замечательная история. Занятия по развитию речи, все должны прежде всего замолчать. Какие у нас правила? Говорим по одному, не перебиваем, тут не вступаем, сюда не лезем. То есть дальше ребенок замолчал, все. Мы удивляемся, почему низкая речевая активность. Значит, свободный речевой режим в группе. И вот как раз мне очень хотелось, я очень благодарна Татьяне Валерьяновне за вообще знакомство с этим опытом. Я не знаю, вы кто-то, может быть, видели, может быть, нет. Это видео вашей коллеги Марии Степановны. Если можно, Татьяна Валерьяновна, включите его нам, пожалуйста, и мы его посмотрим. Ага. Мы сегодня стали обладателями совершенно замечательного домика. Замечательного потому, и это стимул, чтобы самим его заполнить. Начинаем. Надо холодильник, и тарелки, и горшок надо, надо на печку, надо на угли, еще посуду, Сейчас я подойду, Кирюш. А еще что надо? Кроватку. Будем делать? Лампочка. Холодильник. Умывальник был. Спать кроватка. Обогреватель. Ого. Холодильник был. Шкаф. Компьютер. А смотрите, где мультфильмы? Мультфильмы-то где смотреть будут? По компьютеру смотреть? По телевизор, да? Да, телевизор. И развернулась бурная деятельность. Из чего? Конечно же, из наших любимых коробок и разноцветного скотча. Все, кто хотел, приняли участие в изготовлении мебели для нашего домика. Так, а что это в результате такое сделал? Там выходит и горячий, и холодный. Здорово. Вовик, что-то ты такое клеишь? Рекламу. А что это вообще у тебя такое интересное, красно-желтое?
Мы сегодня стали обладателями вот такого совершенно замечательного домика. А замечательный он потому, что пустой. И это стимул, чтобы самим его заполнить. Начинаем. Ну, надо холодильник и тарелки, и горшок надо. Надо на печку. Надо на вилки, ложки, еще посуду. Еще Сейчас я подойду, Кирюш. для детей. А еще что надо? Кроватку еще. И диван. И стульчики надо. Будем делать? Да. Что еще? Стулья. Стулья. Включальник. Лампочка. Лампочка. Холодильник. Холодильник. Умывальник. Умывальник был. А спать кроватка. Обогреватель. Обогреватель. Ого. Холодильник был. Шкаф. Шкаф. Что? Компьютер. Компьютер. А смотреть, где мультфильмы? Мультфильмы-то где смотреть будут? Они будут. Мы сегодня стали обладателями вот такого совершенно замечательного домика. А замечательный он потому, что пустой. И это стимул, чтобы самим его заполнить. Начинаем. Ну, надо холодильник и тарелки, и горшок надо. Надо на печку. Надо на вилки, ложки, еще посуду. Еще Сейчас я подойду, Кирюш. для детей. А еще что надо? Кроватку еще. И диван. И стульчики надо. Будем делать? Да. Что еще? Холодильник. Стулья. Включальник. Лампочка. Лампочка. Холодильник. Холодильник. Умывальник. Умывальник был. А спать кроватка. Обогреватель. Обогреватель. Ого. Холодильник был. Шкаф. Шкаф. Что? Компьютер. Компьютер. А смотреть, где мультфильмы? Мультфильмы-то где смотреть будут? Они будут По компьютеру смотреть? в телеке. А, по телевизор, да? Я тебе найду заодно. Да, телевизор. И развернулась бурная деятельность. Из чего? Конечно же, из наших любимых коробок и разноцветного скотча. Все, кто хотел, приняли участие в изготовлении мебели для нашего домика. Так, а что это в результате такое сделал? А там выходит и горячий, и холодный. Здорово. Вовик, что-то ты такое клеишь? Рекламу. А что это вообще у тебя такое интересное, красно-желтое? Это экран, а это телевизор. А, телевизор у тебя с рекламой даже. А покажи мне поближе. Мебель готова. Идем расставлять в дом.
похвастайся холодильником. Что у тебя здесь такое? Это полка. Полки? А это? Это телевизор с рекламой. Внизу что? Здесь компьютер. Компьютер. Кровать. А здесь диванчик и А это что такое у вас? это кресло какое-то. А, кресло. Опрокинули просто кресло, да? Кресло. А с другой стороны что? Здесь кухня. А здесь умывальник. А тут умывальник, а тут ванна, а тут тоже умывальник. А, умывальник, стол. А это что такое? Это холодильник. Холодильник. А это? А это? Это умывальник и... Это умывальник. Да. А это ванная. А ниже? Спальня. А А это кресло. Молодцы. А это просто чудо. А где Инженер. Вот он у меня в руках. Инженерная мысль. Ну, как говоришь, что это такое? Это туалет. Это у них унитаз. Вот такой. Унитаз. Даже, а вот это сверху, что у него? Это смывальник. Для смывания? Вот так. Это постельное белье. Почему-то все решили, что в этом доме будут жить бумажные куклы, которых нарисую им я. Так нарисуйте сами. Нет, мы не умеем. Но ведь умеете, рисуете. А вот таких красивых, чтобы они жили в доме, не умеем. Ну что ж, мы пойдем другим путем. Есть у меня одна задумка. Для начала я нарисовала контуры бумажных кукол. Девочки у нас себе решили сделать красота, набор бумажных кукол. И посмотрите, как инициативу подхватили наши мальчишки. Наши брутальные мальчишки. Они с удовольствием украшают одежду. Но девочек у нас мало. Им присоединился Кирюша. И посмотрите, как заразителен пример. Не понял. Да. Я уже доделала, теперь можно клеить вот эти. Клим здорово придумал с ними, да? Будет у нас для девочек целый набор бумажных кукол. А клей кто-то всю коробку из мальчиков забрал. Посмотри, пожалуйста. А, спасибо, Кирюш. Кукол фломастеры. Кирюша красками рисует. Вместе с куклами делали одежду. Какую-то одежду сразу наклеивали на своих куколок, а другую одежду складывали в стопочки, сказав, она нам еще пригодится. Куклы были самые разные. И, между прочим, каждая куколка чем-то неуловимо напоминала того, кто ее сделал. Фигурок я вырезала очень много, с запасом, но все равно они быстро все были превращены в человечков. Но возникла у нас проблема. Во время игры фигурки стали мяться. И вот тут наш Андрюша предложил, а давайте мы их положим Марии Степановне в ламинатор. Сказано, сделано. Фигурки стали плотными, как пластиковые. Наступил вечер, игра продолжилась, и снова посыпались просьбы сделать им куколок. И вот тут сработал мой план. Я предложила, а все-таки попробовать самим. Попробовали. Как они были счастливы. Ведь как это здорово. Их самодельные куколки, они получились каждым своим характером. Они получились такие родные, теплые, улыбчивые. Это у них такой ламинатор, как они сказали. У каждой куколки появилось свое имя.
Куколки поселились на всех этажах нашего дома. Посмотрите, как же уютно, как красиво. Ну что же было дальше? Интересно рисуете. Для игры потребовалась посуда, и девочки сами придумали, как ее сделать. Пипочки. Вы делаете посуду? Да. Посмотри. Что, Андрюша, сейчас, давайте не все сразу по очереди. Что, Андрюш, ты хочешь делать в домике? Свет? А ты знаешь, как провести в этот дом свет? Ну, давай. Мне очень интересно, как же. Андрюша будет у нас главным электриком, да, Андрей? Ну, давай, действуй. Что вы делаете? Это надо свет дома. А, это Андрей свет так придумал провести? Я ему помогаю. Инженеры. Ой, держись! Это что получилось? Это лампочка. Что дома было светло? Лампочка. Легко, с легким движением руки в доме включается свет. Уж поделись, что ты думаешь про наш дом? Какой он у нас стал? Красивый стал. Тебе он нравится? Домик обустраивался все больше и больше. Даша, я смотрю, ты нашла выход из положения? У вас появились стулья? Вот сегодня. А, это Кирилл вам делает стулья? Вот видите, как здорово. Убери. Кирилл, девочки сказали, уже сделала. Кирилл, Кирюша, девочки сказали, ты им помог и придумал стулья? Вот такие стулья придумал девочкам Кирилл для кухни. Иванки, а покажите мне посуду у вас на столе. Саня, что это у вас такое в тарелках лежит? В тарелках Да. фрукты. Там клубника, малина. И стол. Наверное, очень... А это что, моется посуда у вас уже? Да. Утром следующего дня не успели дети забежать в группу, игра сразу продолжилась. Новый день, новые детские идеи. Потребовались продукты. Я смотрю, у вас уже даже... Это стимул, чтобы самим его заполнить. Угу. О, спасибо огромное, отлично. Огромное спасибо, Татьяна Валерьяновна, за то, что дали возможность познакомиться с этим опытом. Огромное спасибо, конечно, Марии Степановне. Я вчера увидела этот ролик, вот благодаря тому, что наводки Татьяны Валерьяновны, хотя я вступила в группу «Теремок» на Facebook. Она очень интересная, я не до конца еще ее, я вообще имею обыкновение, если я уж куда-то вступаю, я обычно смотрю, что там было раньше. Да, ей, безусловно, огромное спасибо, но я хочу сказать, что еще где-то есть руководитель этой организации, заведующий, который, идет на все это и тоже все это понимает. Это тоже важная такая штука, потому что, тут должна быть тоже какая-то координация. Я в совершенно восторге посмотрела этот материал, а перед этим то, что я видела, тоже, я уже говорила вам, что это такое просто мое вдохновение этого сезона на самом деле. И мне очень хотелось, я не знаю, видели вы раньше или нет, мне очень хотелось сегодня этот ролик показать для того, чтобы... Там весь детский сад, вдохновляющий и свободный. Так работать.
Вот, да, Нина Георгиевна, хороший вопрос. Какую документацию надо вести? Это, я думаю, что вам Татьяна Валерьяновна, может быть, ответит. На самом деле, правда жизни заключается в том, что на сегодняшний день документации вообще, которые надо вести, жестких каких-то регламентов, их почти нет. Или, скажем так, очень часто то, что требуют от людей на местах, это результат какого-то самостоятельного творчества, каких-то конкретных проверяющих руководителей. То есть нет такой вот жесткой нормы, как это должно быть. Новый вид документации. О. В виде видеороликов. Прям восторг. Вот прям восторг. На самом деле, я-то всегда тоже говорила, что, знаете, как там усы и хвост, вот мои документы. То есть, что является реальным, действительно, отчетной продукцией педагога? Но неужели же эти понаписанные какие-то заполненные просто не тексты? Вот я пришла в детский сад, я хочу понять, как люди работают, что я буду делать? Понятно, что там поговорить с детьми, но дальше я смотрю продуктивку, работу детей, что они рисуют, лепят. Мне не обязательно эти работы хранить, мне вполне достаточно фотографий. Если, конечно, мы не берем уж совсем изощренную историю, что тебе показывают фотографии работы каких-то других детей, но это уже, и рисунки тоже можно, в принципе, из детского сада другого принести. То есть смотреть на результаты, на продукты. И да, конечно, если хочется, то вот видеоролики и какие-то такие вещи. Все. Что еще нужно-то? На самом деле, вы поймите, отчетная документация, вот это вот чисто педагогическая, это вопрос на 2 минуты я этого коснусь, но я тоже думала об этом в связи с этим нашим вебинаром. Мы никак не поймем, опять же, что мир очень сильно изменился, и с принятием в ГОС тоже. На самом деле сейчас, вот то, что я в Москве, например, четко вам могу сказать, что вы делаете, как вы делаете, какие у вас результаты, сейчас вообще по хорошему счету, вообще вся педагогика, абсолютно никого не интересует у нас в Москве. Документации, которую проверяют, смотрят и которые интересуют, это движение денег в образовательной организации. То есть это вещи, связанные с учетом, там это учет, так как душевое финансирование, то, соответственно, это приходы и уходы детей, когда там их сколько, вот эти вещи смотрят, сколько вы еды заложили. То есть это вся сказка про деньги. Она очень такая сложная, она очень много времени. Это у руководителя, это к воспитателям не имеет прямого отношения никакого, по сути. И никакого отношения не имеет к педагогическому процессу. Ставки, часы, расписание – это такой чисто, как вам сказать, такая юридически-бухгалтерская игра на уровне заведующей, и старшего воспитателя, который здесь через вот эти вот сетки, которые они показывают, да, загруженность, занятость, вот это все. А дальше чего вы делаете, как вы делаете? Настолько всем все равно. Вы знаете, вообще, с одной стороны, это, конечно, пугающая история, это очень странно. С другой стороны, это дает свободу, в принципе, делать, но и в ГОС пишет о том, что это законодательно закреплено, что вы имеете право работать по любой программе, каждая группа, по какой программе вы хотите. И, собственно говоря, у вас дальше есть то, что вы сами наполняете. В общем, вы, пожалуйста, работаете. Совершенно есть свобода. Очень часто вот эти вот то, что бесконечные какие-то всякие там вот эти диагностики, какие-то просто ничего-то, каких-то исследований, обследований. Это спускают люди, которые... ведь получилось, что очень большой управленческий корпус сотрудников, которые раньше у нас были органы управления образованиями, да, у нас был городской, районный, там еще какие-то. Очень всех было много, и сами руководители, у них методисты были, еще у методистов были еще там младшие какие-то помощники. Все люди немножко оказались без особой работы, вот они что-то придумывают,
И с прежним, ну, как бы пафосом, авторитетом и авторитарностью это, ну, как бы вот практику приносит. Но на самом деле на это можно совершенно спокойно реагировать, и можно это делать действительно в своей форме. И вот как раз Лилия Викторовна, которая я вам говорила, с которой мы сотрудничаем много лет, она достаточно часто, то есть она делает какую-то свою форму, и проверяющим она показывает, что вот у нас это выглядит так, так и так, и вы, соответственно, можете смотреть, в общем, и просто она знает, это примерно знаете, как в разговоре с инспектором ГАИ. Если вы точно знаете пункты правил, за что вас могут штрафовать, не могут останавливать и что-то требовать, от вас быстро отстанут. Вот здесь примерно такая же история. То есть это не вам, это руководителям. Им нужно знать пункты правил, и это их игра управленческая, там много своих нюансов, но в принципе для педагога, работающего на группе, это уже не имеет столь большого значения. Зачем вообще нужны? О, Нина Георгиевна! Правда? Вот да. Да. Вот правда. Отличное размышление. На самом деле занятия как таковые, конечно, и образовательная, организованная образовательная деятельность, конечно, нужна. Конечно, и в конце сегодня мы как раз поговорим о том, я вам просто расскажу, как, на мой взгляд, она может выглядеть. А мой взгляд, я никогда не рассказываю людям фантазию, которая мне пришла сегодня ночью во сне в голову. Я всегда рассказываю то, что я много лет уже делаю. Я точно знаю, что это получается. Я точно знаю, что, во-первых, это можно, и, во-вторых, что это эффективно. Что я попробовала было неэффективно, я тоже рассказываю обычно, чтобы, ну, просто тоже как опыт. Поэтому я расскажу сегодня, как мы это делали, и в разных местах я это делаю, и как бы, что это все получается. Естественно, нужна во всем, нужен баланс, нужна золотая середина, то есть образовательный организованный процесс нужен, но надо понимать, в каких конкретно областях, в каком возрасте, сколько чего надо, и как это может выглядеть, и при соблюдении каких условий. Два условия, вот которые мне хочется красным, и прям я бы еще, знаете, неоновым таким вот, чтобы оно как-нибудь там вот так вспыхивало бы, зажигалось. Это вот первое, свободный двигательный режим в группе, это условие, на самом деле, работоспособности детей. Как только вы посадили на стулья за столы, все сели, все одинаковые, и дальше еще все замолчали, работоспособность сразу стремится к нулю. Вы сами взрослый человек, вот вы попробуйте, вы когда попадаете в ситуацию, когда вам нужно раз сидеть и два тихо, вы уже через минуту, вам хочется бегать, прыгать и орать. Я очень хорошо помню, я была как на уроке в первом, по-моему, классе, к концу этого урока, мне хотелось, вот так как дети обычно себя ведут, да, то есть они с диким криком выскакивают на перемену и начинают вот так вот кругами по коридору носиться. Это именно то, что тебе хочется сделать, хотя ты взрослый человек. Но отсидев вот этот урок школьный, тебе именно хочется вынести дверь и с диким криком наворачивать круги. Потому что вот эта история обездвиживания и вот этого вот обезречивания, молчания вынужденным, она крайне стрессовая, крайне... То есть она все ресурсы организма, он все тратит на выживание. Очень трудно учиться в такой ситуации. Поэтому у нас просто вот эта традиция, она никуда совершенно вот это... И вообще идея дисциплины, вот как начинаешь что-нибудь, психологию читаешь, а как же дисциплина, а как же послушать, а как же слушаться, а как же вот они будут... какие-то такие. Поэтому я очень рада, что у вас такая живая реакция. Планы точно, да, не нужны. С детьми совершенно верно. Чем сидишь с документами, не нужно, согласна. Да, в интересах. Ну, вообще, по идее, руководство как-то, ну, вроде бы оно изначально детский сад у нас, он про детей. Поэтому, Нина Георгиевна, я вам хочу сказать, что, на мой взгляд, если вы воспитатель, сейчас, после завершения этого курса, не надо ничего нести руководству. Руководство ваши взрослые люди, у них там тоже сформировались какие-то взгляды. Начинайте делать с детьми
то, что вам понравилось, то, что вам понятно, то, что вам близко. Если вы нормально работаете, у вас нормальная группа, все нормально, никто не будет к вам уж прям очень сильно тоже докапываться. И там, как вы это делаете, что вы делаете. В конце концов, в течение дня вы с детьми сами. У вас нет никого, у вас не сидит все время ни ваша заведующая, ни ваш старший воспитатель. Их нет в группе. Я вам рассказывала, что вот 3 года я работала фактически. Почему я ушла из детского сада? Потому что пришла старший воспитатель. И старший воспитатель начала вот приходить в группу и начала мне говорить, а что это у вас тут? Началось с того, что когда она пришла, я прихожу в группу с прогулки, а у меня там все вот так вот перевернуто. А я говорю, что что происходит, собственно. Она говорит, я делаю... Тут я впервые услышала это кошмарное слово «зоны» для себя, потому что у меня зона ассоциировалась только с местами лишения свободы. Значит, а мы, говорит, делаем у вас тут зоны. Я говорю, в смысле? Ну, говорит, вот там должна быть вот речевая зона, еще у вас по методике, у вас там должно быть что-то тут, какие-то зоны. Мы делаем сейчас игровую зону для мальчиков, игровую зону для девочек. Я говорю, позвольте, а вообще они у нас играют вместе, у меня играют вместе обычно. Им нравится, они играют вместе. Дальше она сказала, просто это классическая была фраза, она так смерила меня ледяным взглядом, сказала, Елена Викторовна, у нас здесь не то, как нравится детям, а чтобы шел правильный педагогический процесс. И в этот момент, еще год я работала, но в этот момент я поняла, что, в общем, видимо, будет очень сложно. И как раз через год Софья Густавовна меня пригласила в НИИ школ, и я на самом деле ревела, полгода мне снились дети, то есть я очень тяжело уходила из сада, но я понимала, что дальше мне бессмысленно там находиться, потому что это, так сказать, энергичный борец за правильный педагогический процесс, она, конечно, начала мне очень сильно не давать делать ни то, ни это, ни так, ни сяк. Тогда я познакомилась, я познакомилась с традиционными методиками, глаза у меня открывались все шире и шире, потому что я очень многого там не понимала, но зато мне это дало возможность потом, вот как я вам уже сказала, потому что я практически сразу, я вошла в экспертные советы, еще будучи воспитателем. И мне это дало возможность по мере сил по ходу истории как-то продвигать идеи все-таки какого-то психологической корректности и такой гуманистической ориентированности на детей. И в журнале, где я работала, и в экспертном совете, и потом уже при разработке своей программы, что, конечно, было очень интересно. Значит, свободный, и вот я сказала, свободный двигательный режим и свободный речевой режим в группе. Вы слышите, что в группе все дети разговаривают, они не кричат, но они разговаривают на нормальной громкости, то есть есть достаточный уровень шума в группе, это нормально, это живые дети, это живые люди. Люди, педагоги, которые не выдерживают этот шум речи людей вокруг себя, конечно, это проблемно, потому что такие люди есть. Но нельзя из-за того, что человеку самому некомфортно, как-то нужно тут, профессия, она предполагает и требует, что будет этот уровень шума. И это совершенно нормально и здорово. Не ругайте старших воспитателей, я не такая. Конечно, Эльвира, я вообще старших воспитателей не ругаю. Более того, я же вам говорю, что мы с вами коллеги. На протяжении многих лет фактически я выполняю функцию именно старшего воспитателя, поэтому нет, я нежно их люблю. Более того, у меня была статья в журнале «Обруч», как раз когда началась вся эта перетурбация о старших воспитателях. Статья называлась «Рыцарь качества в эпоху перемен», потому что старший воспитатель – это именно тот человек в детском саду, который занимается именно детьми, интересами детей, именно, собственно, образованием, потому что заведующую, как правило, все истории про деньги, и хозяйство, они ее поглощают целиком. Поэтому старший воспитатель – это человек, который удерживает вот эту полюс заинтересованности в детях, конечно. И именно рыцарь качества образования. Почему рыцарь? Потому что никому дела до этого сейчас нет, а старшему воспитателю, в смысле, кто выше стоит и оценивает. То есть он сам должен свои ценности здесь в коллективе держать. Это один момент. А второй момент,
это, собственно, вот отношения, взаимодействие в коллективе. Эльвира, я на самом деле, может быть, вам понравится, я надеюсь, что вам понравится. Еще одна книжка, которую мы написали с Лилией Викторовной, я очень эту книжку люблю. «Методическая работа в детском саду». Она тоже в комплекте программы «Радуга». Это единственный, мне кажется, вот, пример, когда в программном комплекте есть именно книга по управлению, причем не про юридические нормы, не про бухгалтерию, а про содержательное реальное управление, как формируется коллектив, как работать с коллективом, как работать с семьей и так далее. Там большой спектр вопросов. Буду рада, если вы посмотрите, понравится, может быть, напишите что-нибудь, поделитесь. Но там интересные вещи. Наш опыт управленческой работы, мы с Лилией Викторовной соединяли ее. Она очень талантливый старший воспитатель, и много всегда думала о том, как поддерживать у людей хорошее настроение, желание работать. Это вот отдельная такая особая история. Так что лично для вас, да, я с удовольствием бы вам что-нибудь написала на этой книжке. Ну, посмотрите. Так, еще раз огромное спасибо Марии Степановне, огромное спасибо Татьяне Валерьяновне за то, что она находит, знает таких людей и делает для нас возможным знакомство с этим опытом. Я понимаю, что, ну, как бы вот где вы увидите. И этот опыт очень вдохновляет. Для меня вот сейчас, пока я второй раз смотрела ролик, вот для меня прям четко сформулировал, что это такое для меня. Вот правда, реально, выход из матрицы. Потому что вот эта вот сетка занятий по расписанию ходим, это вот прям реально матрица, в которую мы все как-то плюхнулись. И то есть нас туда загнали, и мы не можем никак, хотя на самом деле это не должно быть так. Вообще дошкольное образование, оно таким образом, оно не строится, как череда уроков, не должно таким быть. И огромное спасибо вот, да, за этот выход из матрицы, и как нам Мария Степановна показывает, что, ребята, вот он выход-то, собственно, вы там стоите, в стену уперлись, повернитесь направо, и вот он перед вами чисто поле, широкая столбовая дорога. Иди куда хочешь, самое главное. Огромное-огромное спасибо. Значит, следующее, ну да, теперь монологическая речь, которая нас разнообразно тоже интересует. Мы с вами здесь будем говорить прежде всего старшая подготовительная группа. И я буду, если у вас сейчас есть сила и энтузиазм, я буду рада, если вы напишите примеры ситуаций, которые стимулируют использование монологической речи. Буду рада, это будет здорово. Пишите. Ну и просто время у нас с вами фиксировано, поэтому я буду продолжать рассказывать о тех моделях, которые мы нашли и которые мне представляются, ну, как бы простыми, понятными, результативными, да, и опять же, как вот альтернатива тому, чтобы занятия проводить с описанием картины, пересказыванием истории. Модели для стимулирования монологической речи. Первая модель – блогер. Очень простая история. Сейчас на самом деле блоги реально создают и ведут дети, как раз начиная, где найти список ваших книг. Елена, значит, смотрите, книги, ну, то, что сейчас можно найти в продаже, все выпущено под программу «Радуга». Вы набираете издательство «Просвещение». Там есть интернет-магазин. И в интернет-магазине можно искать программа «Радуга», там будет все, что по «Радуге». Можно искать по фамилии Соловьева ЕВ, там будет Соловьева ЕВ. То, что. И там же, соответственно, можно заказать и купить, и вам это все дело, что они сделают? Пришлют, наверное, из интернет-магазина. Как вам это будет поступать? Наверное, пришлют. Вот. Ну, как-то так. Смотрите, на самом деле реально в нашей реальной сегодняшней жизни дети 5-6 лет уже, среди них есть те, кто участвует в этом процессе, они делают свои блоги или вместе с родителями. То есть что такое блог? Это когда человек о чем-то рассказывает очень как бы коротко, но это монологично, на видеозапись на камеру.
И вы можете посмотреть, поискать, ну, проще всего это, конечно, ищется в социальной сети Инстаграм. Вы можете посмотреть там какие-то вот эти детские штуки. Тут на самом деле есть еще одна ветка. Мы с Татьяной Валерьяновной как-то так помечтали, но пока у нас это осталось мечтой. Потому что вот эти все смартфонные технологии, фото, в частности, фото, видео, монтажа всего этого, они очень интересны, они интересны детям, они тоже как бы дают такой развивающий хороший эффект. Но это просто нужно, вот, может быть, какую-то творческую группу, кто будет с этим экспериментировать, пробовать, двигаться куда-то, что-то делать на эту тему. Мы говорили пока про фотографию, потому что у меня давно есть идея сделать курс для детей старшего дошкольного возраста именно на основе фотографии, занимаясь фотографией, развивать возможности восприятия, внимания, какие-то STEM-технические навыки, вот эти. То есть это на самом деле была бы отличным таким блоком в программе STEM, потому что опять-таки, был у меня вебинар 2 года тому назад. Получилось так, что методиста дошкольной редакции пригласили в Новосибирск на конференцию по STEM. И, в общем, у нас была задача, то есть она там, с одной стороны, должна была про радугу, а вся конференция была про STEM. И так как я вообще человек, вот я говорила, по-моему, то есть я очень креативной, когда я являюсь хозяйкой истории, и очень исполнительной, когда я наемный работник. Если мне написали, что конференция про STEM, то я и сказала, с какой стати, в общем, будем говорить про радугу? Ну, с чем? При чем здесь это? Да? И когда мы вот думали, как сделать это выступление полезным для участников конференции по STEM, то в результате потом я провела большой вебинар STEM в радуге. Я на самом деле поняла, что у нас так организована программа математики изначально, в силу, опять же, того, что она стоит на фундаментальной, хорошей психологической базе, потому что она сделана как бы не с позиции математика, да, не с позиции дидактики, а с позиции вообще того, что детям дошкольного возраста нужно прежде всего из того, что знает математика. Есть этот вебинар, если вдруг кому-то из вас простым интересно, он тоже есть на YouTube-канале «Просвещение». Я просто поняла, что на самом деле моя методика математики, она является, по сути, программой STEM, потому что есть как раз синтез science, естественной наукой, есть синтез technologies через там всякие измерения, естественно, ну, сама по себе математика, есть очень много арт, потому что я очень много включаю там каких-то вещей чисто эстетических, и есть инженеры. Поэтому вот те для вас, кому это актуально, вы можете туда это задействовать. И параллельно тоже я поняла и говорила о том, что просто конструирование из лего никак не является от конструирования из лего. Это не есть STEM-подход. Просто каких-то роботов запускать по каким-то карточкам – это не есть STEM-подход. Закупить миллионы мы проводили еще с Академией просвещения, они пригласили семинар тоже на эту примерно сходную тему для коллег из Якутии. Их 30 человек приезжало в Москву. Вот я их послушала, конечно, здорово было интересно, потому что закупили люди там на 1,5 миллиона каких-то вещей, предметов, оборудования. Поставили все это в детский сад, что с ним дальше делать совершенно непонятно. И самое главное, что это все вещи, они не будут давать формирование того мышления, которое STEM предполагает. Потому что, еще раз, просто конструировать из конструктора еще не есть. Это, ну, может быть, фрагмент STEM-программы, но не в этом суть STEM, потому что STEM – это особый отбор. Во-первых, это не технология, во-вторых, это отбор содержания образования. В общем, другая сказка. Так вот, я к чему этот рассказ вам говорю? Потому что как раз освоение, например, информационной технологии, да, вот я вам говорила, студия компьютерной графики и анимации, это блок как раз STEM-программы. И, в принципе, он у нас есть. То есть мы это делали, мы туда ходили, это здорово, это получается, и понятно, как это делать. То есть можем, во всяком случае, на первых шагах поделиться тем, как это делать. И вот то, чем я сейчас бы занялась, это как раз разработкой блока
стемовского, который связан с использованием, активным использованием ну, вот этих вот смартфонных фактически технологий, технологий социальных сетей. Так вот, блогер. Что делает блогер? Он рассказывает о чем-то, что его интересует. Можно с детьми посмотреть и можно обсудить, хочет ли кто-нибудь попробовать быть блогером на какую тему. Здесь та же штука, как, например, с коллекционированием. Да? Каждый собирает коллекции чего-то своего. Один винтиков, один фантиков, кто-то пуговицы, кто-то шишки, кто-то ракушки. То есть, но при этом нам всем на самом деле очень интересно смотреть коллекции друг друга. И очень еще важный момент, я все время вот это буду фиксировать, да, что не нужно, не все могут хотеть коллекционировать. Во-первых, все хотят коллекционировать разные, во-вторых, в принципе, не всем интересно коллекционировать. Кому-то нравится гонять мяч, кто-то любит играть в футбол. Опять же, у него двигательно-кинестетический интеллект. Отстаньте от него, оставьте его в покое. И не считайте, что вы плохой педагог, если этот ребенок интересуется чем-то другим. Вот вы не смогли его увлечь. Это совершенно нормально. У него другая сфера его талантов, интересов, возможностей, он в другом будет развиваться. Вообще для двигательных вот этих телесно-кинестетических у нас, если у вас нет отдельных дополнительного образования с профессионалами, тренерами, хореографами, вы не можете им ничего дать, это тоже надо понимать. Кроме свободы двигаться, они сами себе найдут, что им нужно. Но у нас нет ресурса, у педагога, воспитателя, таким детям нужны профильные специалисты двигательные. Так, значит, блогер, да? О чем могут дети рассказывать? Например, они могут рассказывать о каких-то своих любимых игрушках. Могут, вот любит мальчик конструировать из того же самого лего. Он может рассказывать про свой конструктор, как он сделал, что получилось, дать какие-то советы. Ну, в общем, да, то есть сама по себе структура вот этого блогинга. Девочка может рассказывать про свою куклу, дети могут рассказывать про домашних питомцев. В общем, про что угодно, про книги, которые они читают. Тема блога. Интересная тема для разговора, интересная история для реализации. Ничего не нужно, нужно смартфон. Ребенок рассказывает, обычно формат это где-то там в пределах 3 минут, и 1 минуты достаточно. На самом деле 1 минута – это очень здорово. И вот вы записываете как бы эти программы, там, создаете свой аккаунт в Инстаграм и, в общем, счастливо живете и развиваете монологическую речь детей. Вторая модель – экскурсовод. Это когда ребенок рассказывает другим людям, которые первый раз это видят, о своей группе, или там экскурсия может быть по библиотеке, по территории детского сада, по музею, если он у вас там в детском саду какой-нибудь есть. Разные могут быть темы экскурсии. Это просто сама по себе модель. Третья модель. Модель интервью. Я вам есть ссылки, покажу, ну, не сейчас, вы сами посмотрите, если захотите, видео, которое у нас воспитатель делала с детьми. Первый вариант – это журналист-интервьюер, это взрослый, дети отвечающие. Если вы поиграете в это какое-то время, то потом дети сами тоже смогут исполнять роли и журналиста, и отвечающего. И журналисты могут у вас брать тоже интервью, вы тоже можете отвечать на их вопросы. То есть модель интервью. Да, видимо, стоит все совершенно не занятие, а все монологическая речь там очень даже. Четвертая модель. Это традиционная штука, которая очень мало используется на сегодняшний день. Истории по картинкам. Когда ребенок получает карточки, картинки или книжку и рассказывает по ней историю, но желательно, чтобы историю он рассказывал тем, кто не видит эти карточки и картинки, то есть, чтобы им было интересно слушать. Это серия Николая Радлова, прекрасные серии Чижикова и другие. Ну, собственно, сочинение сказок, истории, создание своих книг, это тоже модель, естественно, для стимулирования монологической речи, как устной, так и письменной. Вот ссылки, модель интервью. Здесь 3 видео, вы посмотрите, захотите, как это выглядит. Еще 2 примера. Модель повествования, сочинение общей сказки. Здесь это лоскутный принцип, когда дети сочиняют эпизоды. Обратите внимание. Значит, еще одна модель сочинения сказки. Первая была
цепной принцип, когда по кусочку придумывали, когда дети по фразе придумывали друг за другом. Это цепной вариант сочинения сказки истории. Другая модель сочинения сказки истории – лоскутный принцип. Здесь вы увидите, рассказывает про свой опыт методист дошкольной редакции издательства «Просвещение» Татьяна Александровна Горбунова, прекрасный методист, прекрасная моя коллега, с которой мы много лет тоже сотрудничаем и делаем общие там воркшопы в издательстве. Вот она рассказывает про свой опыт. Здесь можете посмотреть, это модель. Тоже рассказывает она. Здесь, видите, другая модель. Здесь модель доклада. Одна и вторая модель пресс-конференция. То есть доклад – это именно сообщение, выступление. Но мы с вами говорили, что если вы делаете какой-то проект, завершение проекта – это презентация проекта. Поэтому вот эта модель, презентация, доклад, выступление, то есть представление какого-то результата. Это близко к модели экскурсовод, но не одно и то же. Потому что экскурсовод предполагается наличие, диалогичность самого коммуникационного формата. Он рассказывает кому-то. Это монолог, но он рассказывает кому-то. А доклад или презентация – это чистый вот такой вот информационный монолог, повествование или информационный монолог. Ну и модель пресс-конференции – это модель интервью, но со множественным количеством вопросов интервьюеров, которыми являются сами дети. Интересная история, тоже посмотрите модель, да, то есть вы видите, какое количество разных, на самом деле, возможно, вариантов. Значит, мы с вами описали повествование, теперь рассуждение. Как мы можем стимулировать рассуждение детей, их желание о чем-то рассуждать? Я вам предлагаю простой вариант. Опять же, это история в картинках. Здесь это история про Пифа, очень такая, симпатичная юмористическая книжка. Эти картинки все можно сейчас найти и скачать в интернете, они все есть. И мы задаем, ребенок рассматривает иллюстрацию, и здесь как раз можно задать вопросы. Часто в тексте тоже есть этот вопрос. Почему, почему, скажем, Пиф отказывается от угощения, ну и так далее. Почему удивился мальчик? Вот еще более такой простой вариант – это история Радлова, да? Почему цыплята стали черными? Здесь это не очевидно. Здесь нужно построить реально логическую цепочку рассуждений. Посмотрите, пожалуйста. То есть видно, зашли, вышли. Слайд номер 5, можно еще раз. Номер 5. Номер 9. Я пытаюсь сильно понять, собственно говоря, зачем. Потому что презентации же будут у вас. Правильно я понимаю, Татьяна Валерьяновна? Презентации же вы людям дадите? Конечно, да. То есть они все презентации у вас будут. И я еще раз говорю, более того, я их не закрываю. То есть вы сможете, они активны, вы сможете ими активно пользоваться. Вы можете оттуда картинку скопировать себе, чтобы детям ее показывать. Ссылки у вас активные. Скажем, в просвещении, когда мы ведем вебинары, то там можно скачивать, сейчас они присылают вам сертификаты и презентацию, но презентации все в нередактируемой форме. То есть вы оттуда ничего взять, это только презентация. У вас она будет совершенно такая рабочая для вас. Смотрите, да, история, в трубу-то они залезли, но нужно восстановить, что произошло, почему произошло, что за труба. На самом деле современным детям это будет не просто понять. Это еще нужно будет рассказать эту историю, потому что труба, сажа внутри, это где эта труба стояла. Про самовар ли вам придется рассказать, например, да? Почему? Что там было черное? Дети пофантазируют. Может быть, она покрашена изнутри. Может быть, там, в общем, что там было, грязь. Почему они черные-то? Это вопрос. Тут возможны версии, гипотезы. Ну и, опять же, да, почему кот внезапно, почему он испугался? То есть здесь нужно развернутое именно рассуждение, логическое.
чисто на уровне как бы мозгов все понятно. Но ответить на вопрос, почему это так, потребует именно монолога рассуждения. Вот ищите такие картинки и говорите с детьми, как бы вот будет получаться то, что. Ну, здесь я вам просто несколькими слайдами даю, мы говорили вчера, даю примеры того, что напоминаю, что в математике тоже прекрасные материалы, прекрасное место для сочинения сказок истории, это сочинение задач. И здесь я вам несколько слайдов, примеров вот этих сочиненных историй. Это как раз гимназия, где работает Лилия Викторовна, в которой я много лет работала. Ну, в общем, вот они здесь, эти варианты. И вот вам, пожалуйста, то, что я вам предлагаю как проект, буквально можно попробовать со следующей недели, попридумывать истории, задачи про Деда Мороза. И было бы очень, интересно на самом деле там увидеть, услышать, что у вас будет получаться. Я вам предлагаю Сутеев. Записи каждого дня, да. Сутеев, да. Записи каждого дня. Ну, да, я думаю, что это тоже замечательно, кстати, здорово, но я думаю, что вы вряд ли, конечно, будете их особо пересматривать, а вот то, что вы не видели, может вам быть интересно. Еще раз я здесь на слайдах даю таблички сводные про повествование, что и как, про вот этот монолог, который мы с вами обозначили как монолог самовыражения. Я вам говорила, что обиходное название у нас для этого монолога было «Трындеж», а литературоведческое монолог «Исповедь». Это часто то, что вот у литературных героев у него бывает такой монолог. Таким самым мы с вами закончили нашу с вами тему 8. И тема 9, которую мы сейчас с вами посмотрим, это мне очень хотелось, чтобы вы также вот индивидуально ориентируясь, мне хотелось для вас зафиксировать еще раз, что важно понимать, что мальчики и девочки не одинаковые. И они не одинаковые изначально, от рождения. В силу того, как формируется мозг, формируется внутри утробы уже под влиянием гормонов, которые уже начинают вырабатываться. Это все уже происходит. Поэтому, чтобы, опять же, понимаете, фундаментальная наука, она не имеет... она не может находиться под давлением какой-то идеологии. Речь не идет о юридическом или каком-то социальном неравенстве, но речь идет о том, что от природы организована наша материя физическая таким образом, что на какие-то функции влияют гормоны в разных организмах, они вырабатываются в разных пропорциях. И здесь вот я вам несколько просто фактов собрала именно вот из этой области для того, чтобы мы с вами понимали, что вообще речевая реальность – это в большей степени реальность, которая, она близка, понятна, и больших успехов в ней зачастую добиваются девочки больше, чем мальчики. По, опять же, определенным совершенно причинам. Нам важно помнить, что речевое развитие у мальчиков, даже возрастные нормы, речевое развитие у мальчиков может быть позже. Физиологическая зрелость, готовность к письму у девочек наступает где-то в 6,5 лет, у мальчиков около 8 лет. Поэтому они плохо пишут, курятся лапы, их все ругают, создают у них массу всяких комплексов на всю оставшуюся жизнь, совершенно ненужных им, просто не понимая, что они в принципе вызревают физиологически позже. Вообще я хочу вам сказать, что из того, что ребенок начал читать в 4 года или 8 лет, от этого ничего не меняется. От того, что он прекрасно говорит в 3 года или он будет хорошо говорить в 6-7 лет, тоже ничего не меняется. Поэтому не нужно никаких далеко идущих выводов. Не нужно считать, что если сейчас ему что-то не удается, на всю жизнь будет там дураком, косноязычным, еще каким-то. Вот правда. Развитие – это такой очень динамичный процесс, там происходят всякие интересные моменты компенсации, и вообще какие-то другие функции начинают за собой подтягивать, в том числе речевую. Поэтому не нужно далеко идущих выводов, не нужно драматизма, накала.
Нужно просто делать все, что от нас зависит, для того, чтобы создавать условия для развития, но не прям вот понимать, что это еще не крайний срок, не дедлайн в дошкольном возрасте. Значит, ну, собственно говоря, вот на что я хотела обратить здесь тоже ваше внимание. Смотрите, что в детском саду даже, да, речевая активность, вот это исследование, японский известный исследователь, сравнительно недавно, это все-таки уже 21 век, что девочки разговаривают больше, разговаривают чаще, мальчики говорят меньше. И во взрослом виде то же самое. Женщины больше говорят, чем мужчины. И им больше надо, чтобы выговориться, им нужно это пространство, им нужно больше возможностей экспрессии, выразить себя. Это все вот имеем в виду, понимаем, это нормально. Теперь важно, кстати, женщины различают больше диапазон звуков на слух, лучше развита слуховая память. И вот неочевидная штука, что мы воспринимаем значительно ярче, воспринимаем громкость. Поэтому даже небольшое повышение громкости мы воспринимаем как крик. А для мужчины это просто мягкое воркование, он совершенно не слышит этих нюансов. Поэтому мужчины между собой могут говорить гораздо громче. Нам кажется, что они уже орут, а для них это выглядит абсолютно такой нормальной, приятной для слуха речью. Вот здесь я хотела вам показать, опять же, возможности цвета, различения, называния. Обратите внимание, да? Вот мужчина, как он называет эти цвета, вот женщина, сколько оттенков она может использовать. Название оттенков цветов надо вводить, но надо понимать, что, опять-таки, девочки и мальчики, они, скорее всего, будут у вас различаться, что не все эти оттенки дети усвоят, не все эти слова вы увидите в активной речи. Нет этой цели. Цели нет. Мы всегда даем значительно больше того, что мы ждем в качестве непосредственного усвоения. Обратите на это, пожалуйста, внимание. И мужчины не только так называют, они, соответственно, и различают оттенки этого цвета. Поэтому сердиться на мужа за то, что он вам не тот оттенок сиреневого выбрал, он вообще не понимает, о чем это речь. Понимаете? Мне в свое время мастер маникюра, это было совершенно замечательно. Я достаточно был давно, такая молодая девчонка, там я выбирала цвет, все какое-то такое было розовенькое, какое-то такое. Вот, там один раз, второй, третий раз я прихожу, все это выбираю, она говорит, прости, я просто чисто хочу поинтересоваться. Ты, в принципе, ногти чисто для себя красишь? Или тебя еще кто-то интересует? Я просто, говорит, тебе хочу сказать, вот как профессионал, да, ты понимаешь, что вот мужчина, он оттенки не различает. Вот это все то, что ты выбираешь, для него это просто никакая муть. То есть вот эту муть, которую ты выбираешь, это тебе просто нравится. Я правильно понимаю? Тебе все равно, как на это реагируют остальные. Вот такая... Это вот к вопросу, что да, вот это вот все, оно очень-очень-очень разное. Ну и интересный такой момент, боже, нет. 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 Как я умудрилась ткнуть? Известно куда, как. Это все в основном вы дальше будете смотреть, конечно, сами на досуге. Да, вот. Вот это очень забавный слайд о том, как различается восприятие качества цвета, цвет автомобиля, как его понимают для себя, опять же, мужчина и женщина. Я это вам показываю еще раз, для того, чтобы мы понимали, что индивидуальные различия, вообще различия между мальчиками и девочками, первое, они есть. Второе, они содержательные. Третье, они значимые. Это нужно иметь в виду. Не нужно делать, что у нас есть абстрактный ребенок и абстрактные дети. У нас есть совершенно точно девочки и мальчики, и у них есть своя специфика. И поэтому, опять же, ожидания к ним, они должны быть разными. Ну, когда, опять же, мы говорим о психологии, там еще есть много моментов,
в частности, оценки контроля, которые со стороны педагога женщины должны быть очень разными по отношению к мальчикам и девочкам, иначе это не экологично. Тему мальчиков-девочек мы с вами ее завершаем на этом. Наша следующая тема – это как раз взаимодействие с коррекционной практикой. Я говорила вам, что хотела остановиться на этом. И коротко, я вот не случайно взяла здесь вот это высказывание, оно фиксирует такую штуку, очень важную вещь. Смотрите, в коррекционной истории есть два подхода. Можно сфокусироваться на дефекте, проблеме и заниматься, решением проблемы. Можно сфокусироваться на сильных сторонах и возможностях и максимально развивать возможности. Вот на самом деле здесь эта цитата из книги по управлению. Это история про управление. Управлять можно, опираясь, опять же, на решение проблем или на эксплуатацию возможностей. Я предлагаю в коррекционной практике, в том числе логопедической практике, попробовать дополнить свою работу, я не говорю ее поменять, и это не моя епархия, но я предлагаю думать над тем, чтобы активно эту работу дополнять мыслями о том, как использовать возможности. И рассказываю вам свой опыт. Опыта у меня таких было два. Первый из них – это как раз гимназия 1306 Лилии Викторовны. Мы работали в московском эксперименте большом, ЮНЕСКО, московское образование. 3 года мы были экспериментальной стажировочной площадкой по теме культуры и образования. Тему придумали мы сами, тема отличная. Это была сетевая площадка на 35 детских садов, поэтому к вопросу для старших воспитателей я очень хорошо отношусь, очень люблю сетевое взаимодействие. Я вам уже упоминала этот термин педагогическая антреприза. Я люблю, когда люди делятся ресурсами, тем самым освобождая время друг друга для личной семейной жизни и просто банально отдыха, потому что работа у нас непростая. Нужно время на восстановление, нужно силы рассчитывать, нужно их, понимать, что люди не лошади, не бессмертные пони. Нам нужно, силы наши, они имеют какие-то свои границы. Поэтому я за педагогическое сотрудничество, использование ресурсов друг друга, очень активное. Так вот, когда мы завершали эксперимент, у нас была большая конференция с участием этих 35 организаций. И у нас были очень яркие выступления логопедов из нескольких детских садов. Мы вообще с логопедами как таковыми мы не работали, мы работали с воспитателями. Но им захотелось рассказать нам о своем опыте. Они увидели, что включение детей с различным, причем там были и прям конкретно логопедические сады, коррекционные, с серьезными, большими, тяжелыми нарушениями речи детей, когда обычно, ребенок, он не очень говорит, все как-то не очень. Что дальше мы делаем? Мы все упрощаем. Вот ему трудно, у него что-то не идет, давайте это попроще, это попроще, это попроще. И фактически вся эта программа, она как-то так скукоживается до программы на уровне второй младшей группы. Мы все проще, идем в эту сторону. Они говорили, их поразил эффект именно от того, что эти дети стали получать обычный материал, рассчитанный на всех. По уровню сложности лексической, грамматической, по объему познавательного материала. То есть перестали к ним, к детям относиться как к проблемным, и объем, степень сложности материала в разы увеличилась. И получили прекрасный результат по динамике именно по речи. То есть все показатели речи стали значительно лучше, выше. Поэтому что я здесь могу предложить со своей стороны? Я могу предложить в коррекционной практике использовать все то, о чем мы говорили на этом курсе. Включите, возьмите, берите эти модели, занимайтесь так с детьми, поддерживайте дополнительно педагогов в этом направлении. И я надеюсь, что вы получите очень хороший результат. Давайте материал более сложный, не бойтесь этого. Второй опыт, вторая практика – это как раз проект 7+. У меня есть хорошая подруга и коллега
психолог, которая работает в московском центре Downside Up. Это центр, который работает с детьми с синдромом Дауна. Она, в принципе, занимается ранней поддержкой, то есть сопровождением родителей от роддома и дальше. И у нее такая, она, в общем, стала вести такую поддерживающую группу субботнюю для детей с синдромом от, ну, там, 4 лет и старше. И так как она совершенный фанат этих детей, вообще она может день и ночь говорить. Вот ты с ней сядешь пить кофе, никакой монолог трындеж не проходит. Мы начинаем говорить сразу о работе. Она. Так как она очень любит этих детей, а я люблю ее, то и у нее был вот этот вопрос, как создать, ей хотелось создать вот эту программу выходного дня, а у нас работал клуб. Семейный клуб выходного дня. Мы делали занятия для детей с родителями, которые не ходят в детский сад. Ну, прежде всего для совсем маленьких, но как бы не только. Вот была вот эта модель именно. И она, ну, как-то, да, что делать? Я сказала, окей, хорошо, слушай, хочешь, вот у меня приходят, мы отдали ей кусочек помещения, которое мы арендовали, потому что в субботу оно свободно. Ко мне приходят люди, они что-то проводят. Давай мы то же самое, будем с ними договариваться, они будут проводить у тебя. У нас кулинарный мастер-класс, и к твоим проведут. Мы там что-то на компьютер, к твоим придут. Ну, то есть мы проводим праздник фольклорный, и к твоим придут. Это все, что я тебе могу предложить. То есть вот что мы делаем с обычными, нашими хорошо развитыми, на самом деле, нормальными детьми, то же самое будут делать для твоих. Там, естественно, будут твои коррекционные педагоги, естественно, будет поддержка, будет помощь с их стороны. Но, в принципе, вот то, что касается образования, все, что я могу тебе предложить. Мы начали с ней этот эксперимент. Результаты, конечно, они потрясли абсолютно там всех. Родителей, которые не ожидали, коррекционных педагогов, которые не ожидали. Ну, моя подруга всегда была уверена, что это гениальные дети, поэтому у нее просто, она была просто очень благодарна. На самом деле и те, кто вели занятия, зачастую они особой разницы между этими детьми и, ну, хотя вы понимаете, что такое синдром Дауна, да, там речь вообще, ну, да, это серьезная такая штука. Я вам даю 2 ссылки на группы проекта 7+, это именно для тех, кто коррекционно занимается, остальным это неинтересно, я думаю, не нужно, ну, хотя дело ваше. Группа ВКонтакте и группа на Facebook. По-моему, ВКонтакте у нас больше материалов, я не помню, но приблизительно там одно и то же. Вы пролистаете вниз, вы просто посмотрите, что мы делали с этими детьми, как мы делали. И, опять же, мой опыт, в итоге результат. Сейчас эти дети, у них в итоге открылась театральная студия, они ставят спектакли, они пишут картины, они занимаются в хоровых студиях, они танцуют в танцевальных коллективах, понимаете? Да, мы начали выводить их, своих детей, мы делали культурные программы. То есть мы ходили в театр, мы ходили на концерты, мы ходили в музей. Все то же самое мы стали делать с детьми с синдромом. Потрясающий отклик на музыку они демонстрируют, очень заинтересованы в театре. И интересный у нас был практика в музее, потому что, ну, опять же, мы первый раз пришли в Пушкинский музей, дети сели вот так вот в кучку, сбились, и вот так вот они смотрели на экскурсовода, и прятались, и не хотели. Я вообще была не уверена, что мы куда-то пойдем на какую-то экскурсию. И все-таки мы потихоньку пошли, и дальше мы в музей стали ходить совершенно регулярно, каждый месяц. Мы там бывали, ходили, там, скажем, на выставку Ле Корбюзье, ну, то есть, понимаете, короче, в моем опыте нужно давать нормальное, богатое, объемное, качественное содержание образования. Оно дает прекрасные результаты на всех. Не нужно замыкаться в коррекционности. И нужно, ну, собственно говоря, да, двигаться. Чем больше вы используете и рассчитываете на возможности, тем выше будет у вас результат. 11-я тема. Письменная речь, книга как ресурс развития в дошкольном возрасте. Это огромная совершенно тема, которую я не буду рассматривать сейчас с вами, ну, в рамках лекции со всеми там деталями и нюансами, потому что есть 3 записанных 2-часовых вебинара издательства «Просвещение». Здесь есть ссылки. Вы, если вам эта тема нужна, интересна, вы их посмотрите. Там очень подробно
про все мы говорили. То есть мне нет нужды повторять это сейчас. Здесь есть, ну, как бы общий такой, вот на этом слайде, есть общий план того, о чем мы говорим с детьми, говоря именно о книге. Смотрите, значит, здесь возможны, в зависимости от возраста детей, возможны разные заходы. Ну, во-первых, мы с вами понимаем, что до сих пор мы с вами говорили про устную речь. Сейчас мы переключились, мы начинаем рассматривать письменную речь, как мы формируем отношения, мотивацию именно по отношению к письменной речи. Когда мы говорим о маленьких детях, то, естественно, мы начинаем с книги. И именно благодаря книге дети получают эту идею, что существует какая-то такая штука, буквы, какие-то значки, какие-то закорючки, которые люди, глядя на которые люди что-то рассказывают, говорят. То есть для ребенка устная и письменная речь, они появляются как бы в обратном порядке. Понятно, что устная речь первична, потом появляется письменность. Долгое время существует только устная традиция, потом появляется письменность. Для ребенка сразу появляется книга, как носитель этой, да, появляются значки, и он видит, что эти значки можно рассказывать. То есть есть письменный источник, его можно превращать в устную речь. И начинается, то есть первое впечатление – это то, что эти значки – это что-то интересное, и что-то интересное оттуда можно узнать. Все начинается с книги. Если у нас дети старшего возраста, то мы можем с ними как раз начинать говорить именно наоборот, с устной речи, к тому, что потом появляются значки, дальше какого типа это бывают значки, какого типа существуют письменности. В общем, история письменности – это огромный большой пласт, о котором можно долго, хорошо, интересно тоже рассказывать. Значит, поэтому вы можете начинать с книги и от книги идти к истории письменности, если это маленькие дети, то есть потом. Можете начинать с истории письменности и оттуда логически прийти к книге, потому что история письменности, там вы будете говорить про знаки, графические знаки, материалы письма, орудия письма, на чем писали, как писали, что там, глиняные таблички, папирусы, береста, и рукописные книги большие, да, и потом дальше изобретение книгопечатания, первопечатник Иван Федоров, печатные книги, и дальше весь процесс как бы уже создания книги современной печатной. То есть это может быть такая, то есть книга появится у вас вторым шагом после большой истории развития письменности самой по себе. Это зависит от того, как вам захочется, понравится, какие у вас вообще задачи. При этом мне бы хотелось, чтобы на секунду мы с вами просто понимали, да, у нас есть понятие подготовка к обучению грамоте, вообще грамота. И здесь мне хотелось напомнить то, что на эту тему размышления Евгения Евгеньевича Шулешко, совершенно замечательного отечественного педагога и психолога, я могла бы говорить о нем долго, времени у нас с вами сейчас нет, но просто понимание. Он очень много говорил о том, что грамотность – это культурное качество человека. Это не просто умение читать и писать, и вот этот образ и ставил задачу формирования у ребенка себя именно как грамотно действующего, правильно действующего в культуре человека. Если вам будет интересно, вы можете поискать, почитать его книги. Евгений Евгеньевич, именно он автор оригинальной методики обучения детей, в частности, чтению. То есть это действительно очень-очень интересный человек. Ну и вообще это интересная ветка была исследований именно психолого-педагогических. Ну, да. Значит, дальше большая серия слайдов, которая у нас именно будет про книгу и про любовь к книге, потому что у меня здесь они стоят сейчас в логике от книги к письменности. Этот слайд мы обсуждаем, чем отличается чтение и рассказывание по целям и по результатам. И мы говорим, что желательно маленьким детям желательно рассказывать, более старшим желательно читать. Отношение ребенка к книге, формирование культуры читателя, опять же, 3 больших вебинара на эту тему, не останавливаемся поэтому.
Вообще разговор об авторе книги, писателе, кто это, вот сама по себе профессия, особенность понимания того, что это значит быть писателем. Отдельный блок книжная иллюстрация, восприятие книжной иллюстрации, знакомство с ней. Творческая деятельность детей, восприятие художественной литературы. Вот представление, да, о труде людей, создающих книгу. У нас есть автор, дальше у нас есть иллюстратор или дизайнер, у нас есть редактор, есть собственный издатель. То есть это результат, продукт работы целого коллектива людей. Здесь сам по себе алгоритм. Вот в этом месте, да, когда книга отправляется у нас в типографию, вот это место стыка книги и истории письменности, потому что сейчас она отправляется в типографию, где ее печатают, а что же было раньше? Мы говорим про шрифты, и, соответственно, дальше здесь можно переходить вот к письменности и каллиграфии. Следующие места обитания книг – это магазины, где они продаются, библиотеки, где их можно смотреть. Библиотека, как организована отдельная тема работы библиотеки, картотеки, читатели, библиотеки разных стран. Друзья, это огромная тема, которая, так сказать, 2 года-то мало на то, чтобы… Это очень-очень большая история. Но это вопросы, которые можно задавать детям, и движение, собственно, к самодельным, самостоятельно создаваемым книгам. Можно делать книгу как семейный проект, можно делать как индивидуальные книги, сочинения сказок, историй. Можно знакомить вот с такими, такие замечательные, объемные существуют книги. Вот, собственно, один из первых вебинаров, да, там есть логика выбора еще литературного чтения для детей по разным возрастным группам. Теперь особый дальше пласт книг. Мы вчера с вами говорили про формирование, развитие социального интеллекта, эмоционального интеллекта. Вот следующий слайд как раз покажет, какие книги истории позволяют развивать у детей социальный и эмоциональный интеллект. Ну, вот, да, у нас яркий герой, кот в сапогах персонаж, у которой, очевидно, это просто гений социального интеллекта. И, наоборот, красная шапочка, у которой, очевидно, с социальным интеллектом не очень хорошо обстоят дела, потому что как-то она не ориентируется в ситуации, в которую она попадает. Есть сказки, которые фиксируют ценность интеллекта в принципе, это так называемые плутовские истории. Вот истории, которые помогут нам развивать, и обсуждение их поможет нам развивать социальный интеллект. Просто, да. Опять же, истории в картинках, которые то же самое позволят обратить внимание детей. И здесь тоже будет рассуждение, и плюс социальный интеллект. Пиноккио, Буратино, та же самая история. Эмоциональный интеллект. Первый пласт, когда эмоции, переживания детей, на самом деле детские, показаны через другие персонажи, животные или игрушки. Здесь это животные, здесь это игрушки. Отражаются различные эмоции. И это истории уже, собственно, про детей, где как раз отражаются тоже эмоции детей. То есть это вот развитие именно эмоционального интеллекта. Я, кстати, забыла поставить слайды. 2 слайда. Кино и театр как отражение традиционной отечественной национальной культуры. Вчера говорила с вами о том, что для развития эмоционального интеллекта очень важно показывать детям именно наше кино, потому что наша школа актерской игры предполагает огромный спектр нюансировки эмоций. Вот если мы смотрим голливудское кино, то там буквально 3-5 основных вот актеры, их то, как они отражают эти эмоции, вот сколько не будешь смотреть на Дженнифер Энистон или на Мэрил Стрип, то плюс-минус, да, у нее будет удивление, там радость, она опечалилась, она может плакать, она может смеяться, но это совершенно какой-то очень шаблонный набор этих эмоций. На самом деле эмоции очень индивидуальны. Грустят люди по-разному, смеются по-разному, плачут по-разному, рыдают. И развитие эмоционального интеллекта заключается именно в умении считывать вот эти индивидуальные нюансы состояния человека.
а не в том, чтобы, я уже говорила, не в том, чтобы схематически их изображать. Так вот эти актерские школы, наша актерская школа, классическая, не то, как сейчас это играют ребята, и то, как они играли вот в советском кино, адресованном детям, очень тонкие нюансы эмоций, поэтому это очень важно. Поэтому я говорю про традицию кинозал по пятницам. Три ресурса, значит, вот праздники для книголюбов, профессиональные разговоры о детской книге и вот детский зал иностранки нашей библиотеки иностранной литературы. Там очень интересные профессионально работают люди, поэтому я вам даю ссылки на лекции о детской литературе, которые очень интересно читать. Это ссылки на как раз работу студии компьютерной графики и анимации, потому что мы делали свой детский числарь, свой детский букварь и делали вот слова, имена, тоже такая вот работа была. Значит, вот те вебинары, которые вы можете посмотреть. Здесь сказка, книга, книга как ресурс развития, они с разным акцентом. И, собственно говоря, вот знакомство с буквами чтения, это отдельный тоже вебинар, он как раз, вот я говорила вам про там буквы, эту всю логику, можно там посмотреть, если вам это нужно, если вы решите этим заняться, это совершенно не обязательно. Вот вам ресурсы по истории письменной культуры, да, для занятий. Вот вам прекрасный мультик, потому что их много. Это вот один из, все-таки, на мой взгляд, лучший. Как было написано первое письмо. Вот вам ссылка на музей каллиграфии. Здесь я для интересующихся работой по букве даю вам типовой план. И, ну да, типовой план и, собственно говоря, обоснование того, почему, на мой взгляд, буквами все-таки заниматься нужно, это факультативная история. Резюме. Чем мы можем заменять занятия по развитию речи? В итоге, да, вы уже сами сформулировали, огромное спасибо, что мы можем, в общем, на самом деле от них отходить. Освободив это время для игры, дав возможность заниматься по собственному замыслу, говорить, слушать. Да, традиции ежедневно, вот эти традиции, я вам уже говорила, у нас это ежедневное чтение. Я считаю, что ежедневно нужна еще раз артикуляционная пальчиковая гимнастика, ежедневное чтение и предлагаю традицию кинозал по пятницам. Дополнение жизни детей культурными практиками, сейчас скажу, что это такое, и планирование. Вот, да, мы с вами сказали, что мы не уходим от организованной образовательной деятельности совсем, но хочется заменить историю отдельных тематических занятий логикой планирования образовательных циклов. Сейчас скажу немножко о том, что это такое. Для начала давайте, что такое культурные практики. На самом деле термин культурные практики – это термин в ГОС. Есть традиционные виды детской деятельности и культурные практики. Вот я задалась вопросом, что такое культурные практики. Опять же, есть отдельный вебинар посвящение именно на эту тему деятельности и культурной практики. Он вам не очень нужен, потому что вот как бы тут что нужно, я сюда взяла вам. Это как раз посещение, мы с вами говорили об этом в первый день, посещение музеев, театров, кино, выставки, библиотеки, то есть культурный досуг. Собственно, чтение книг – это культурная практика. Беседы во время трапезы, там, в транспорте, в лифте, где угодно. Поздравления с праздниками – это культурная практика. Вежливость и этикет – это вот темы, которые возникают в подготовительной группе. Интересная тема. И это тоже, естественно, это культурная практика. Это именно культурная практика. Ну, вот здесь, да, немножко, чем отличается беседа. Тем, что она предполагает обсуждение, но не продуктивку. И это, опять-таки, не занятие, это именно свободная форма. Такая культурная, музейная, культурная практика, музейная педагогика.
Да, что, собственно говоря, это важная часть воспитания. Здесь для вас есть виртуальные туры по некоторым музеям. Я их для вас подобрала, потому что ходить сейчас сложно. Вот пример того, как может музей быть организован в самом детском саду с экскурсиями. Вот посещение. Это музей человека московский. Здесь много всякого интересного, разного. Показано можно делать. Вот ребенок выбрал, дошкольник, в итоге себе книжку почитать. И следующие слайды я опять же собрала для вас. Это памятка такая, памятка резюме по каждой возрастной группе, что здесь нам важно делать, о чем нам важно не забывать. Все это вы уже прослушали. Это именно такая напоминалочка, скажем так. Ранний младший возраст. Я поставила для вас несколько еще здесь слайдов про педагогические технологии. Помните, я про них обмолвилась? Это радужные педагогические технологии, которыми я пользуюсь, они в математике стоят. Вы ими можете пользоваться независимо совершенно от математики. Вот для малышей технология сенсорной коробки. Захотите, вы почитаете, что это такое. Технология сенсорные мини-праздники. То же самое увидите здесь. Объем речи и того, что происходит. Это нравится очень детям, они именно такие маленькие. И вот теперь, значит, сказки с циклическим сюжетом, кумулятивные сказки. Мы тоже с вами вчера обмолвились об этом. Вот я слайды, напоминалочки вам делаю. Средний возраст, что здесь происходит, и старший возраст, то же самое, что здесь происходит. Это слайд, где для вас есть ресурс по самообразованию о русском языке. Он очень интересный, на самом деле короткий, интересный. И буквально у меня остается с вами 5 минут. Буквально, значит, что такое образовательный цикл? Вот что мне хотелось. И я говорила, что расскажу вам, как я представляю себе нормальный образ жизни дошкольной группы, в течение дня. Значит, смотрите, первое, у вас есть режим, в котором есть какие-то вещи, на которые мы двигать не можем. Это когда завтрак, когда обед, понятно, когда сон, когда прогулки, в зависимости от времени года, погодных условий. Это первое, что заполняет наш с вами распорядок. Дальше в этот распорядок мы вписываем, то есть мы понимаем, в какое время у нас уже все дети группы, не все дети группы, когда они реально расходятся в основном, когда они собираются. То есть вот эти моменты, пока собираются, когда уже расходятся, это такое мягкое время, когда можно планировать какую-то индивидуальную работу, можно планировать какую-то работу с семьей. Можно ничего не планировать, оставить детей в покое, дать им возможность играть, что-то делать. Но если вам нужно для работы с семьей индивидуальной и вот этих вот вещей, это можно вот в это время, пока собираются и когда уже расходятся. Теперь дальше в этом режиме дня нужно найти время для того, что мы делаем ежедневно. Я уже говорила, что у меня всегда это была артикуляционная пальчиковая гимнастика и ежедневное чтение. Это то, что... Дальше, конечно, вот по дням недели, когда у вас есть специалисты, у которых есть какой-то график, таким специалистом у всех является музыкальный руководитель, у него, конечно, есть сетка, есть какой-то свой график, хотя здесь тоже зависит от человека, от вашей администрации, вы можете более гибко с ним договариваться, но в принципе, как правило, чтобы никого не напрягать, есть известно, когда он к вам приходит. Если у вас есть какое-то дополнительное образование, тут жизнь становится сложнее, потому что эти люди тоже приходят по расписанию. То есть у вас дальше возникает, вот есть неделя, и вы как-то размещаете там эту историю. У нас в «Радуге», значит, есть, во-первых, в планировании есть у нас модель дня, модель недели, в принципе, месяц для планирования педагогического и модель года. Модель года мы наполняем праздники, мероприятия, чтобы нам было примерно понятно, общие детсадовские и свои внутренние, да, когда мы что делаем, потому что это какой-то у нас ориентир. Модель недели. У нас есть традиция утро радостных встреч в понедельник, сладкий час – это беседа разговорная, свободная, вечер среды.
Традиция, да, кстати, ежедневная традиция еще круг добрых воспоминаний. Мы говорим, как у нас прошел день, вспоминаем воспитатель все что-то хорошее о каждом ребенке, дети вспоминают все, что хотят в этом дне, говорят и хорошее, и плохое, что им понравилось, что не понравилось. Говорят, что хотят, скажем так. Это вечерняя традиция перед выходом на прогулку, круг добрых воспоминаний. Также круг утреннего приветствия может быть у вас, может не быть, зависит от того, как дети собираются, тоже в ежедневном вашем распорядке. И вот по дням недели я сказала, что пятница, вечер пятницы – это у нас кинозал по пятницам. Ну, вот есть такое распределение. Дальше все остальное время свободно. Ну, опять же, прогулка, время на прогулке ушло. Значит, дальше мы планируем, фактически, мы планируем одно, ну, хотите назовите это комплексное такое образовательное событие, которое включает в первой половине дня, которое включает в себя, и это происходит каждый день. У нас каждый день есть, вот откуда берется хорошая речь-то. Каждый день, друзья, есть познавательное развитие. То есть каждый день мы о чем-то говорим. У нас есть что-то новое, что мы узнаем. Мы не сидим просто в том, что, с чем мы пришли. Это есть каждый день. Готовит, естественно, эту историю, ее готовит педагог. Он подбирает качественную наглядность, он планирует новые словари, какие-то новые понятия, которые дети осваивают по ходу этой истории. Это образовательный цикл, потому что мы никогда не думаем в терминах одного занятия. Если мы сегодня начали говорить про медведей, это значит, что про медведя мы будем говорить, ну, по крайней мере, эту неделю. Или хотя бы 3 дня. То есть это никогда не будет одно отдельно взятое занятие. Это всегда будет развитие истории. Это будет образовательный цикл. И я уже говорила, да, в этой логике вот там конкретных знаний через продуктивную деятельность и так далее. В общем, это будет вот так. Значит, всегда есть познавательная, речевая, информационная часть. Дальше обязательно есть продуктивная творческая деятельность. Рисование, лепка, аппликация, конструирование, что-то. На эту же тему, не про другое. Оно здесь, то есть это все вместе, этот комплекс соединяется в деятельность минут на 40 приблизительно. Приблизительно. Время свободно, зависит от состояния детей, их заинтересованности и так далее. И это такого типа активность есть каждый день. То есть каждый день дети что-то рисуют, лепят, клеят, строят. Каждый день у них есть образовательное, познавательное содержание. Во второй половине дня возможно всяческое рукоделие, возможно какая-то креативка, продуктивка, возможно игра. Вот эта модель истории, она проста как правда. Хорошо, если вы добавите, кстати, в ваше расписание еще какие-то танцевальные, двигательные, вот такие 5-7 минут, свободная двигательная импровизация под музыку. Какое-то время у вас будет, может быть, немножечко попить, тоже 5-7 минут. Вот просто вы будете иметь это время для себя. Может быть, не каждый день. Вот такая модель. И, соответственно, но при этом, вот я еще раз говорю, что мы мыслим образовательными циклами. Огромное спасибо, наше время с вами завершается. Я в завершении презентации хотела поделиться с вами новогодними идеями. Мы делали это фестивали, конкурсы, которые проводили с журналом «Дошкольное воспитание», с издательством «Просвещение». И вебинар у меня был «Новогодняя геометрия». Он очень такой, ну, как бы конкретный, практичный, именно новогодний. Поэтому это мое вам такое, ну, как бы поздравление с приближающимися праздниками. Если вам захочется, то вы используете тоже эти материалы. И это все. Для вас я загрузила, не знаю, получится ли у вас это скачать, потому что я это сделала в материалы. Да, вот смотрите, в материалах у вас лежит сценарий Соловьева, сценарий «Новогодние волшебники». Это мой подарок вам тоже к приближающемуся Новому году. Сценарий, который создала профессиональная актриса, педагог, к сожалению, она уже ушла. Он построен на сравнении культур, там есть материал для более младших, для более старших детей. В общем, он такой забавный. Я хочу
так сказать, вам его подарить. И очень, ну, как бы, с самыми добрыми пожеланиями. И сейчас я загрузила вам еще... Угу. Так. Ага. Еще один подарок. Я надеюсь, что я все сделала правильно. Это букварь, сделанный самими детьми. То, что вы увидите в роликах, а это PDF-файл, вы можете его распечатать, вы можете пользоваться этим букварем для занятий с детьми. И вы можете такие же буквари делать с ними сами. Так что в качестве новогодних подарков для вас сегодня сценарий и букварь, сделанные детьми. Я очень благодарна вам за работу. Спасибо огромное. Я очень рада. Спасибо большое, Олеся. Олеся Григорьевна, спасибо огромное. Я очень рада. Да, вот он. Угу. Нескучный букварь. Я очень рада возможности общения с вами. Я не смею вас долго задерживать с вами как бы еще долго прощаться. Мы все доступны, контакты все есть. Разрешите, я сердечно поблагодарю Татьяну Валерьяновну. Она, конечно, совершенно удивительный человек. Это вот встреча с ней, это такой подарок судьбы для меня, неожиданный, очень такой, очень теплый, очень яркий. Я очень рада, что у вас есть рядом такой человек, который всегда готов поддержать ваше творчество, ваш поиск и какие-то самые такие лучшие ваши замыслы. Берегите друг друга. С приближающимися праздниками. Очень рада общению с вами и буду рада при случае еще встретиться, там о чем-то мы можем вместе думать и так далее. Все контакты есть, мы все совершенно легко доступны. Спасибо большое, Елена Викторовна. Но поскольку, наверное, я имею только право голоса из всех тех, кто сейчас присутствует, коллеги, я думаю, что меня поддержат. И мысленно, конечно, они тоже выражают вам большую благодарность, потому что вот они все пишут, что было интересно, прошу прощения, было содержательным, восторг, там, восхищение, да, очень много новых идей подарили. Поэтому спасибо вам огромное, и мы действительно с удовольствием поделимся всеми вашими презентациями с нашими коллегами, потому что там есть прямые ссылки, и мне очень нравится то, что вы делаете такой, знаете, пролонгированные такие встречи с вами. То есть вот вроде еще потом можно перейти по ссылке, чтобы послушать тот вебинар, тот кусочек посмотреть, чтобы еще как бы подольше, побольше побыть вместе с вами, чтобы порассуждать, понять какие-то вещи, чтобы мы понимаем, что объем там в течение этих 3 дней он не такой большой для того, чтобы раскрыть подробно какие-то вопросы, но вот очень вам благодарны за то, что вы даете возможность нашим педагогам потом дальше уже за пределами этой встречи общаться, встречаться с вами и как бы слушать, слышать, читать те как бы материалы, которые вы нам предлагаете. Это очень здорово, и мне кажется, это вообще такая очень хорошая идея, поэтому спасибо большое. Спасибо большое за подарки, которые вы нам подарили, и вот за нескучный букварь, там еще за что-то очень интересное. Мы обязательно отправим нашим коллегам, все это сделаем. Вот. И, Елена Викторовна, я думаю, что то предложение, о котором мы с вами уже говорили, что все-таки в середине декабря, как раз перед Новым годом, да, чтобы тоже как-то так вот какой-то новый импульс придать, конечно, мы очень просим встретиться с вами, наших радужников. То есть те, кто работает у нас по программе «Радуга», да, мы уже говорили с ними, там целые большие коллективы детских садов, они согласны, то есть я думаю, что они будут очень рады встрече с вами, поэтому ну, мы с вами прощаемся, но ненадолго, буквально на полмесяца. И, уважаемые коллеги, да, Елена Викторовна пока читает комментарии. Кто у нас, если из этой группы, кто пожелает еще присоединиться к встрече в середине декабря с Еленой Викторовной, просто следите за нашей информацией. Мы всегда очень открыты и всегда очень способны на профессиональное общение. Поэтому, да, Елена Викторовна, уважаемая, еще раз вас благодарим. Ну, тоже за такое хорошее отношение и к нам, и в частности вот то, что
с Марией Степановной вы тоже могли пока заочно познакомиться. И я обещала ей обязательно отправить вот ссылку на эту нашу встречу, чтобы она тоже послушала ее. Не то, как вы там про нее что сказали, а именно в каком контексте, то есть говорили. Я думаю, что вот 3 дня я уже слушаю вас, и я думаю, что и Марии Степановне очень полезно будет послушать то, что вы говорите, потому что, в принципе, все очень созвучно. Очень созвучно. Вот чем сейчас живет такое наше настоящее дошкольное образование, это все, правда, очень созвучно, это никуда не делось, это все созвучно, просто это опять, и мы рады тому, что оно опять выходит на, ну, так сказать, на первый план. Поэтому спасибо, Лена Викторовна, огромное. Мы уже потом за эфиром с вами сейчас свяжемся, хорошо? Поэтому еще раз, если хотите что-то скажите, я уйду с экрана, попрощайтесь с нашими коллегами. Ну, а все взятые на себя обязательства, дорогие коллеги, по рассылке материалов и записей мы обязательно выполним в понедельник, 30 ноября. Поэтому, Елена Викторовна, вам еще передаю эстафету для завершения. Спасибо большое. Ну, еще раз, дорогие коллеги, еще раз огромное спасибо за работу. С приближающимися новогодними праздниками. Я от души желаю вам здоровья и благополучия всем вашим семьям, вашим близким, людям, которые вам дороги. И желаю вам яркого, свободного, приятного, интересного для вас и для ваших детей творчества и реализации вот каких-то ваших планов, которые могли у вас родиться в процессе нашего общения в том числе. Так что, ну и буду рада новым встречам с вами. Еще раз всех благодарю и всего самого-самого доброго.